Добрый день, уважаемые участники проекта «Молодые педагоги». Вас приветствует Комреспубликанский институт развития образования. Нам очень приятно, что мы с вами встречаемся в январе уже 2021 года. И я хочу напомнить, что нашему проекту «Молодые педагоги» уже 3 года. Значение проекта, оно действительно сегодня высоко оценивается на уровне республики, на уровне Российской Федерации, потому что наша основная цель – это сопровождение наших молодых педагогов и включение их в единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников. Конечно, очень важно, что каждый из вас ставит и свои профессиональные цели, и у каждого из вас, уважаемые участники проекта, есть программа профессионального развития. И я предполагаю, как и наши коллеги это утверждают, что участие в проекте «Молодые педагоги», конечно же, включено в ваш индивидуальный план профессионального развития. Каждый из вас действительно является сегодня молодым педагогом и сопровождается на уровне республики через наш проект, и у вас есть наставники, которые сопровождают вас на уровне образовательной организации. Но у нашего института особая миссия, потому что с нами работает всегда команда. Это эксперты республиканского и федерального уровня, которые на основе именно ваших профессиональных потребностей и ваших предложений работают вместе с нами по формированию именно профессионального содержания наших событий, мероприятий именно для молодых педагогов. Мы работаем всегда очень циклично, и сегодня мы открываем 2021 год стратегической сессией, которая будет посвящена функциональной грамотности педагога. Мы будем говорить именно о стратегиях формирования функциональной грамотности. И, конечно, нам очень важно, что сегодня вместе с нами и с вами будут работать представители нашего института. И Марина Анатольевна Габова, проректор по научно-методической работе, представит основные стратегии формирования функциональной грамотности именно у молодых педагогов. Ну а далее нас ждет очень интересная встреча с Артемом Александровичем Корзеевым. Артем Александрович уже в течение прошлого года работал на наших мероприятиях. Он является руководителем региональных образовательных проектов Яндекс.Учебника и представит нам результаты и мониторинга, а также проанонсирует марафон по функциональной грамотности. И, конечно, на основе ваших профессиональных задач, которые вы ставили перед нами, еще одну тему мы хотим сегодня для вас в рамках сессии определить как очень значимую. Мы хотим вместе с вами поговорить об управленческих подходах команды образования. Это очень важно, потому что в рамках функциональной грамотности педагога команда образования занимает одну из лидирующих позиций. И мы очень рады, что вместе с нами сегодня Анатолий Семенович Родов, который является заслуженным работником Республики Коми, очень известным пиар-технологом как на уровне Республики, Российской Федерации, так и уже на уровне международного сообщества. Поэтому такая интересная команда будет работать вместе с вами сегодня на стратегической сессии. И, конечно, мы понимаем, что когда мы закрывали с вами осенний хакатон, мы определили, что институт берет на себя обязательства, и в течение следующего календарного года мы будем с вами те профессиональные вопросы, которые вы поднимаете, те направления, которые для вас важны, рассматривать в рамках стратегических сессий. Предполагаем, что они будут ежемесячные. Думаем, что у нас должно это получиться. И наши эксперты, я предполагаю, что найдут возможность вместе с нами работать. Более подробно уже на нашем втором событии мы представим весь наш профессиональный цикл. И вы уже понимаете, что я начинаю говорить о втором событии, которое тоже состоится сегодня.
Сегодня состоится первое официальное заседание Ассоциации молодых педагогов Республики Коми. В октябре мы с вами уже приняли решение о том, что ассоциация становится действительно общественной организацией, таким коллегиальным органом для молодых педагогов. Но для нас, как для института, важно, что это еще и платформа для обсуждения профессиональных вопросов. Именно в рамках данной ассоциации вместе с вами будет работать координатор проекта «Молодые педагоги» Александр Викторович Аверин, заведующий нашим Центром научно-методического сопровождения программ и проектов в области образования, и председатель ассоциации Гаврилов Александр Сергеевич. Коллеги расскажут об основных направлениях реализации реального проекта «Молодые педагоги» в этом календарном году. У вас будет возможность задавать вопрос. Я очень надеюсь, что вы выйдете на именно правильный путь профессиональной коммуникации. И к нам присоединится Александр Валерьевич Пенежанинов, который будет уже рассказывать о различных моделях, которые сформированы на уровне Российской Федерации по сопровождению молодых педагогов. Он принимал участие действительно в прошлом году во многих проектах, которые, я думаю, что стали такими флагманскими для него лично, для его развития. Я думаю, что этот опыт тоже интересен. Хочу сразу сказать, что в настоящее время мы работаем на платформе, на которую вы зашли благодаря регистрации. Также можете коллегам передать, которые вдруг не успели зарегистрироваться, что на нашем сайте, в нашем разделе «Профессиональный видеозал» у вас тоже есть возможность подключиться к нашей трансляции. И мы с вами работаем действительно очень так, протяженно и с точки зрения профессионального наполнения очень интересно до 17:00. Диалог можно выстраивать. У нас такие возможности предоставляются через чат. Мы видим, что вы нас приветствуете, коллеги. Добрый день. Мы очень рады, что вы вместе с нами. Поэтому, коллеги, чат, он открытый. Все наши эксперты, которые работают вместе с нами, видят всю информацию, все вопросы. Поэтому мы надеемся именно на профессиональное общение. И в вопросах раздел, который в верхней графе, тоже можно задавать какие-то, может быть, вопросы, которые требуют определенного размышления. То есть чат он такого для быстрого обмена, а вопросы, может быть, они связаны больше с профессиональной деятельностью. Коллеги, я как ректор института еще раз хочу внимание обратить, что нам очень важно, что вы являетесь постоянными участниками проекта «Молодые педагоги». Он является республиканским, и мы в этом году очень надеемся, что количество участников нашего проекта оно будет постоянно увеличиваться. Намеренно мы провели анкетирование перед тем, как мы начали формировать программу данной сессии, и предложения ваши мы также направляли в адрес и председателя ассоциации, чтобы уже план, который сегодня будет представлен, он соответствовал вашим профессиональным ожиданиям. Итак, коллеги, приветствие я завершаю. Хочу вам пожелать очень положительного отношения к тому, что происходит сегодня в системе образования, потому что именно от вашего состояния эмоционального, психологического и физического, ну и, конечно, профессионального зависит сегодня развитие нашей системы. Вы сегодня, да, молодые педагоги, мы понимаем, что сегодня вы наши настоящие, ну и, конечно, будущая система образования. Уважаемые коллеги, желаю вам успехов, и мы начинаем нашу сессию с выступления, которое действительно очень ожидаемо, много было запросов на данную тему. Я передаю слово Марии Анатольевне Гамбовой. Мария Анатольевна, вам слово для того, чтобы вы погрузили наших педагогов не только в проблематику, но дали какие-то инструменты, которые смогут наши педагоги включать в свою программу профессионального развития. Коллеги, удачи, всего доброго. И передаю слово Марии Анатольевне. Мы благодарим Галину Владимировну за такое активное приветствие. Она погрузила нас в общую проблематику наших с вами встреч. И сегодня мы с вами говорим о функциональной грамотности педагога, стратегиях ее формирования.
То есть сегодня у нас такая сессия стратегическая. Мы говорим в целом о том, что такое функциональная грамотность, каковы ее основные компоненты, почему мы вообще сегодня говорим о функциональной грамотности, да, какие еще, может быть, другие подходы существуют к тем требованиям к личности человека. И я расскажу немножечко о результатах анкетирования, о котором Галина Владимировна уже заявила. И мы с вами далее уже выйдем на какие-то практические моменты, связанные с выступлениями наших сегодняшних коллег. Итак, время ставит перед системой образования целую систему определенных вызовов. Да? Сегодня мы с вами говорим о глобализации, которая вызывает неопределенность и ориентацию на образ будущего. Сегодня мы говорим о динамизме, об ускорении изменений, происходящих во всех сферах нашей жизнедеятельности, связанных со спецификой социально-экономического развития современного общества. Сегодня мы говорим о том, что возрастает роль так называемых soft skills, мягких навыков, да, которые дают нам возможность осуществлять баланс между предметным и метапредметным содержанием образования. Все это вызывает необходимость определенных изменений, модернизации содержания образования. Новые взгляды на образование формируются в мировой системе образования. Вот в данном случае мы с вами видим модель европейской классификации навыков, компетенций и профессий, которая была разработана Организацией экономического сотрудничества и развития еще в 2013 году. Да? И сегодня мы говорим о том, что существуют так называемые навыки 21 века, которые включают в себя 3 группы. Это базовые навыки, в том числе навыки чтения, письма, математическая грамотность, естественно, научная грамотность, ИКТ-грамотность, финансовая грамотность, культурная и гражданская грамотность. И именно базовые навыки дают нам возможность ответить на вопрос, как учащиеся применяют эти навыки для решения повседневных задач. Далее мы говорим сегодня о компетенциях, которые позволяют нам ответить на вопрос, как учащиеся решают более сложные задачи. Это компетенции, связанные с критическим мышлением в решении задач, с креативностью, с умением общаться, умением работать в команде. И третья группа – это личностные качества, да, которые включают любознательность, инициативность, настойчивость, способность адаптироваться, лидерские качества, социальную и культурную грамотность. И эта группа качеств, она дает нам возможность ответить на вопрос, как учащиеся справляются с изменениями в окружающей среде. Другой подход предлагает Чарльз Фадель в своей модели 4D образования. Это модель компетенций Международного центра перепроектирования учебных программ. И здесь мы с вами видим знания, то есть что мы знаем и понимаем. Для знаний сегодня характерна междисциплинарность, в том числе это и традиционные предметы, например, математика, и современные предметы предпринимательства, и разнообразные темы, которые связаны с различными уже вот этими предметами. Вторую группу составляют навыки креативности, критического мышления, коммуникации, сотрудничества, то есть те навыки, которые позволяют нам использовать наши знания. И третья группа в модели компетенции – это то, что связано с нашим характером, как мы ведем себя, как мы вовлекаемся в мир. Это наша с вами осознанность, любознательность, отвага, жизнестойкость, независимость, лидерство. И все это объединяется четвертым компонентом метаобучения. То есть как мы с вами размышляем, как мы с вами адаптируемся. Это метапознание, это установка на развитие. А также сегодня мы с вами уже говорили о том, что требуется от нас владение и soft skills над профессиональными навыками, в том числе коммуникативными навыками, саморегулирования, предпринимательскими навыками, социальными навыками, управленческими, исследовательскими навыками и цифровой грамотностью. Также есть еще один подход, который выделяет так называемые компетенции 4К, к которым относятся критическое мышление, креативность, кооперация, коммуникация. Но так или иначе, все эти затронутые нами сегодня подходы, они дают ответ на вызовы современности, связанные с обеспечением глобальной конкурентоспособности. Я хочу еще раз напомнить о том, что существует указ президента Российской Федерации о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, в котором обозначена задача касаемой системы образования – это вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству образования. А это означает сохранение лидирующих позиций Российской Федерации в международном исследовании качества чтения и понимания текстов PIRLS,
а также международном исследовании качества математического и естественно-научного образования ТИМС и повышения уровня функциональной грамотности в международном исследовании ПИЗа. Вот оно появляется понятие «функциональная грамотность». Что же такое функциональная грамотность? Ну, прежде всего мы говорим о том, что существуют определенные требования федеральных государственных образовательных стандартов. Мы с вами знаем, да, это 3 группы требований к результатам, личностным результатам, предметным результатам, метапредметным результатам. Но сегодня изменяется запрос на качество общего образования. Мы говорили, что приоритетная цель – это формирование функциональной грамотности. То есть это создание поддерживающей позитивной образовательной среды за счет того, что изменяется содержание образовательных программ, для того, чтобы более полно учитывать интересы учащихся и требования 21 века. Понятие функциональной грамотности ввел еще Алексей Алексеевич Леонтьев, под которым он понимал способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Но сегодня вот такое более широкое понимание функциональной грамотности может рассматриваться как способность использовать знания, умения, способы действий при решении широкого круга задач, и обнаруживает себя функциональная грамотность далеко за пределами учебных ситуаций. В таких задачах, которые не похожи на те задачи, где эти знания, умения и способы действий приобретались. На слайде представлена модель ПИЗа, в которой выделены основные составляющие функциональной грамотности. Прежде всего, это читательская грамотность, математическая грамотность и естественно-научная грамотность. И именно математическая грамотность будет выступать в качестве ведущего компонента в исследовании ПИЗа 2021-2022 годов. А естественно-научная грамотность заложена как ведущий компонент в исследовании ПИЗа 2015 года и 2025 года. Да, то есть тут будут сравниваться результаты, достигнутые странами за 10 лет. Появляются новые направления в ПИЗе 2022 года. Это навыки решения проблем, это глобальные компетенции, это креативное мышление. И еще одним составляющим компонентом функциональной грамотности выступает финансовая грамотность. Важный момент, да, вот мы сказали, новый компонент – это глобальные компетенции. Сегодня мы об этом будем с вами говорить. Глобальные компетенции рассматриваются как специфический, обособленный, ценностный, интегративный компонент функциональной грамотности. Он имеет свое собственное предметное содержание, свою ценностную основу, и он нацелен как раз вот на формирование универсальных навыков, так называемых soft skills. Что же подразумевает глобальные компетенции? Когда мы с вами говорим об уровне владения глобальной компетентностью, то здесь прежде всего мы говорим о способности критически рассматривать с различных точек зрения вопросы и ситуации глобального характера и межкультурного взаимодействия и эффективно действовать в этих ситуациях. Также очень важно, что мы с вами осознаем, каким образом культурные, религиозные, политические или иные различия могут оказывать влияние на наше с вами восприятие, на наши суждения, на наши взгляды. Также уровень владения глобальной компетентностью выражается в умении вступать в открытое, уважительное, эффективное взаимодействие с другими людьми на основе ценностей устойчивого развития, разделяемого всеми уважения к человеческому достоинству. Именно поэтому мы сегодня с вами будем говорить о возможностях использования управленческих подходов к командообразованию. Да, мы будем говорить о том, как нужно эффективно действовать в команде, как выстраивать отношения в команде. Функциональная грамотность прежде всего оценивается в международной программе по оценке образовательных достижений учащихся ПИЗа. Основная цель этой программы – это оценка функциональной грамотности 15-летних учащихся в области прежде всего математики, чтения и естествознания. Да, и исследовательский вопрос, на который дает ответ результаты этого исследования. Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, которые получили обязательное общее образование, теми знаниями и умениями, которые необходимы им для полноценного функционирования в современном обществе, то есть для решения широкого диапазона задач в разных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. И основной фокус исследования сделан на выявлении факторов, которые позволяют объяснить различия в результатах стран на оценке качества и эффективности образования и равенства доступа к образованию. Вот вы видите дополнительные области, да, которые включаются также в исследовании ПИЗа. Это решение проблем, финансовая грамотность, глобальные компетенции, креативное мышление. Проводит это исследование Организация экономического сотрудничества и развития, международная организация. И вот вы видите цикличность этого исследования. Через 3 года эти циклы проходят. На следующем слайде представлена модель оценки функциональной грамотности, разработанная как раз вот этой Организацией экономического сотрудничества и развития.
И именно через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты. То есть вот данная схема отражает, что дети должны изучать. Да? Это прежде всего знания предметные, межпредметные и практические, умения когнитивные, метапредметные, социальные, экономические, физические и практические, отношения и ценности. Все это вместе переплетаясь, формирует компетенции, как способность мобилизовать знания, умения, отношения, ценности, также проявлять рефлексивный подход к процессу обучения. И в дальнейшем все это выливается в определенные действия, то есть мы смотрим, как дети способны действовать. А следующий слайд представляет вот общую схему структуры измерительных материалов исследований ПИЗа. Видим, что здесь и содержательная область, и компетентностная область, и различные контексты и ситуации связаны как раз вот с различными аспектами исследования ПИЗа. А вот следующий слайд очень интересный. В чем интерес? Посмотрите. Здесь представлены уровни функциональной грамотности в исследовании ПИЗа и представлено среднее значение международной шкалы. Представлена сумма баллов, да, которые дети могут набрать за математическую грамотность, читательскую грамотность, естественно, научную грамотность. Уровень первый – это вот 358, 335, 335 баллов. Второй уровень считается пороговым, смотрите, это 420, 407, 409 баллов соответственно. То есть при достижении второго порогового уровня учащиеся начинают демонстрировать применение знаний и умений в простейших неучебных ситуациях. Четвертый уровень – это уже более 500 баллов, 545, 553, 559. Именно на этом уровне проявляется способность использовать имеющиеся знания и умения для получения новой информации. А уже пятый и шестой уровни – это более 669 700 баллов, демонстрируют самостоятельно мыслящие способности функционировать в сложных условиях. Наверняка кто-то из вас слышал о проекте 500+. Уважаемые участники нашей стратегической сессии, прошу вас отметить в чате, слышали ли вы о таком проекте 500+. Можете плюсиками обозначить, если слышали. Да, вижу ответы. Угу. Так, кто-то не слышал. Так. Угу. А вот что означает эти самые 500+? Может быть, сейчас кто-то из вас уже догадывается об этом. Вот глядя на эту шкалу баллов, мы видим, да, что 500 – это как раз-таки граница между третьим и четвертым уровнем. То есть наша с вами задача работать над тем, чтобы наши ребята поднялись на четвертый уровень, то есть получили 500 и более баллов в исследовании ПИЗа. Вот что означает проект 500+. Но мы с вами будем говорить об этом проекте в рамках работы со школами с низкими результатами. Наверняка сегодня у нас присутствуют на нашей стратегической сессии коллеги, которые в нашем проекте «Эффективная школа» активно работали, и мы этот проект будем продолжать сейчас уже под знаком, под брендом 500+. Так, хорошо, идем дальше. Мы уже говорили о том, что для того, чтобы оценить функциональную грамотность, мы должны использовать особенные задания, которые не похожи на те задания, которые мы используем для процесса формирования функциональной грамотности. Прежде всего, это задачи, которые представлены вне какой-то конкретной предметной области. Но решаются они с помощью определенных предметных знаний. Знаний математики, знаний, да, естественно, естественных наук, да, знаний, связанных с интерпретацией информации, смыслового чтения и так далее. При этом в каждом из заданий описывается конкретная жизненная ситуация, близкая и понятная учащемуся. Да? То есть каждый день мы с вами с этими ситуациями сталкиваемся. И контекст заданий, он близок к проблемным ситуациям, которые в нашей повседневной жизни случаются. При этом ситуация требует осознанного выбора определенной модели поведения. Вопросы задания изложены простым, ясным, понятным для ребят языком, но при этом требуется перевод с обыденного языка на язык предметной области конкретной, да, в зависимости от того, о какой области мы говорим, математика, физика или другое. И также в этих заданиях используются самые разные форматы представления информации. Рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и так далее. При составлении заданий для формирования и оценки функциональной грамотности опираются на следующие критерии. Это комплексность, это компетентность,
Это проблемность, мотивация, уровневость. Ну, вот, например, в заданиях на выявление уровня математической грамотности в ПИСА 6 уровней заложено. И это контекстность. То есть в зависимости от того, как представлен контекст задания, среда, в которой существует объект. Вот два примера заданий на следующем слайде представлено. Мы с вами можем увидеть, что да, действительно, очень обыденная ситуация. На рынке помидоры можно купить килограммами или ящиками. Указана цена за 1 килограмм в вымышленных единицах стоимости. И указана цена за ящик в вымышленных единицах стоимости. И вопрос. Вот молодой человек пошел на рынок, посмотрел, увидел и решил, что выгоднее купить ящик помидоров, чем отдельные помидоры на вес. И ребенку предлагается записать обоснование, поддерживающее данное утверждение. Вы можете в чате сейчас ответить на данный вопрос. Действительно ли выгодно купить ящик помидоров, чем отдельные помидоры на вес? Пожалуйста, коллеги, в чате. Так, кто-то отмечает, что невыгодно. Угу. Еще кто? Как считает? Проанализируйте ситуацию. Вот это уже ответ на второй вопрос, Ольга Юрьевна. Точнее, вот на третий, да, который на нашем слайде представлен. Угу. Так, хорошо. И далее следующая ситуация идет. Для некоторых людей покупка ящика помидоров может быть плохим финансовым решением, и нужно обосновать почему. Ну вот одна из причин уже обозначена, да, что действительно, если человек один живет, да, то столько помидоров он сразу не съест, они могут испортиться. Угу. А все-таки вот по финансам, посмотрите, 1 килограмм стоит 2,75 зедов. А 10 килограмм – 22 зеда. Что мы отсюда можем выявить? Если мы берем ящик, то за килограмм у нас сколько? 2,2 зеда. Получается все-таки, что ящик эффективнее взять, да, выгоднее экономически. На большую семью, на большую компанию, либо там с соседями поделиться и так далее. Да? Ну вот третий вопрос, он дает нам возможность разъяснить, почему для некоторых людей это будет плохое финансовое решение. Вот подобные задания, естественно, с усложнением, предлагаются для ребят при оценке компетенций. Новый цикл исследования ПИСа 2021-2022 года предполагает сохранение основных направлений, то есть будет выявляться, опять же, математическая, естественно, научно-читательская и финансовая грамотность, и при этом приоритетом будет математическая грамотность, как мы с вами уже говорили. Также для оценки математической грамотности будет использоваться технология адаптивного тестирования. Что значит адаптивное тестирование, коллеги? Кто-то может пояснить? Адаптивное тестирование. В чате можете обозначить. Что значит адаптивное тестирование? В таком случае мы говорим, что тестирование адаптивное. А что значит адаптировано на конкретных детей? Разноуровневые. Так, хорошо, близко. В какой стране? Ну, мы имеем в виду нашу страну. То есть технология адаптивного тестирования. То есть предполагается, да, что сначала мы задаем вопрос среднего, так скажем, уровня сложности, да, и в зависимости от того, как ребенок отвечает на данный вопрос, следующие вопросы будут либо более сложными, если он правильно ответил на вот этот вопрос средней сложности, либо они будут более легкими, да, если он отвечает неправильно. То есть в данном случае вот адаптивность, она таким образом будет пониматься. Для разных стран разные задания. А нет, задания будут одинаковые для всех стран. Ну, там, конечно, есть несколько вариантов. Вы можете на сайте Организации экономического сотрудничества и развития посмотреть. Там как раз на английском языке приводятся те задания, которые для всех стран предлагаются. Угу. Следующая особенность, нет, на этот же слайд. Следующая особенность – это совершенствование концепции оценки математической грамотности
и введение нового направления «Креативное мышление», а также введение новой области – это оценка личного благополучия учащихся и учителей, но здесь уже на основе анкетирования это выявляется. Таким образом, повышение уровня функциональной грамотности выступает как важнейший механизм обеспечения глобальной конкурентоспособности. И здесь мы говорим о том, что основные направления вот этого механизма обеспечения глобальной конкурентоспособности связаны с уменьшением группы учащихся, не достигших порогового уровня функциональной грамотности, то есть ниже 500, да, ниже 400, повышением эффективности работы с одаренными и успешными учащимися, то есть мы должны их приближать к уровню 5-6. Это формирование метакогнитивных навыков, умение учиться в течение всей жизни, те навыки, которые мы с вами и у себя должны формировать, и развитие познавательных способностей у всех учащихся. В связи с этим, да, основными детерминантами эффективности выступает следующее положение. Это качество школьного образования в основном определяется качеством профессиональной подготовки педагогов, я думаю, вы с этим согласитесь. И второе положение – качество образовательных достижений школьника в основном определяется качеством учебных заданий, предлагаемых им педагогами. Согласны ли вы с этими утверждениями, коллеги? Ну, я думаю, что согласны, да, что спорить никто особо не будет. Что же сегодня на федеральном уровне предпринимается в рамках национального проекта образования? Ну, во-первых, инициирован проект «Мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся» по разработке национального инструментария, основанного на методологии международных исследований. Прошел уже определенный цикл апробации этого мониторинга, получены определенные результаты. Информацию можно найти на сайте Института стратегии развития образования. Также осуществляется регулярное информирование страны о результатах выпускников основной школы. Отслеживаются результаты российских учащихся в методологии ПИЗа. И буквально вот в конце декабря были опубликованы как раз-таки результаты 2018 года. И еще одно направление – это обеспечение поддержки школ с низкими результатами. Вот тот самый проект 500+, о котором мы с вами уже говорили. Модель формирования функциональной грамотности, она очень тесно связана с реализацией федерального государственного образовательного стандарта. Да, вот сегодня мы с вами видим, что стандарт содержит требования к результатам освоения общеобразовательных программ, предметные результаты, связанные с освоением, преобразованием и применением знаний на основе имеющихся знаний познавательных учебных действий, метапредметных результатов, регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных результатов. И все эти три группы результатов, они лежат в основе формирования функциональной грамотности. Так, личностное развитие как результат рассматривается смысл образования, нравственно-этическая ориентация. Именно личностное развитие обеспечивает нам мотивацию ответственности за социальную востребованность предметных знаний и навыков. Да? То есть каждый ребенок осознает, что он учится не только для себя, но и для всей страны, да, чтобы поднять всю страну на уровень не ниже 10-го в мире. Метапредметные результаты, универсальные учебные действия и межпредметные понятия дают ребенку способы действий с предметным содержанием. Проектная деятельность, которую мы организуем, именно она создает условия для реализации знаний в осознанной социально востребованной деятельности, а предметные результаты дают представление о явлениях окружающего мира, формируют знаниевый информационный каркас функциональной грамотности. Вот таким образом можно сказать, что функциональная грамотность выступает как синтез знаний, навыков, мотивации и опыта. Вопрос вам задавался в анкете в регистрационной. Что же означает, что учитель владеет функциональной грамотностью и готов к развитию функциональной грамотности в учебном процессе? Вот буквально вчера вечером я анализировала анкеты, было 95 анкет на тот момент заполнено, и все ваши ответы можно разделить вот на две группы. Первая группа, она связана с общей функциональной грамотностью, о чем мы сейчас говорили. Да? Это способность человека вступать в отношения с внешней средой, адаптироваться, функционировать в ней и так далее. И вот мне понравился один ответ, выделен, да, внизу в голубой рамочке. Функциональная грамотность – это про то, что важны не столько сами знания, сколько умение их применить. То есть найти новую информацию, проверить ее достоверность, на ее основе изучить новые виды деятельности. Иными словами, это способность заниматься саморазвитием и самообразованием. Это важно не только для ребят, это важно и для каждого из нас, для педагогов. И вторая группа ответов, она как раз-таки была вами сформулирована применительно к педагогической деятельности. Вот здесь мы видим некоторые варианты, наиболее часто повторяющиеся: способность преподавателя успешно решать постоянно возникающие педагогические задачи, противоречия, видеть, понимать, анализировать, сравнивать, моделировать, прогнозировать и так далее. Знание методической базы предмета, способность применять знания и опыт в работе,
верно подбирать форму, методы, приемы на урок для качественного усвоения знаний детьми. Да, конечно, здесь мы с вами видим и те компоненты функциональной грамотности, которые необходимы педагогу, но здесь мы с вами видим также и необходимые профессиональные навыки и компетенции. Итак, что же сегодня рассматривают как владение учителем функциональной грамотностью, готовностью к развитию функциональной грамотности в учебном процессе? Прежде всего, да, это овладение основными понятиями, связанными с функциональной грамотностью. Что такое математическая грамотность, что она в себя включает, что включает в себя естественно-научная грамотность, что читательская грамотность включает глобальные компетенции и так далее. То есть мы с вами должны прежде всего этими понятиями владеть. Далее, второе – это овладение практиками формирования этих компетенций и оценки функциональной грамотности. То есть мы с вами должны различать процесс формирования и процесс оценки функциональной грамотности. Далее, это понимание роли учебных задач как средства формирования функциональной грамотности. То есть обычные задания из учебника нам вряд ли подойдут для того, чтобы успешно формировать функциональную грамотность у ребят. Поэтому мы должны будем конструировать специальные учебные задачи для формирования функциональной грамотности. Это умение отбирать либо разрабатывать учебные задания для формирования и оценки функциональной грамотности. Это, конечно же, владение практиками развивающего обучения. То есть это работа в группах, это проектно-исследовательская деятельность. Потому что в рамках традиционного урока нам, конечно, сложно будет формировать функциональную грамотность в ее полноценном понимании. Это овладение технологией формирующего оценивания с учетом критериально-уровневого подхода. Это умение работать в команде учителей, организуя межпредметные взаимодействия. Так вот, все это в комплексе означает, что мы владеем функциональной грамотностью и готовы к ее развитию в учебном процессе. А помогают нам в этом эффективные педагогические практики. Создание учебных ситуаций, которые инициируют учебную деятельность ребят, мотивируют их на учебную деятельность, проясняют смысл этой деятельности. Очень важно обучение и сотрудничество, общение. То есть мы должны использовать задания, которые предназначены для работы в парах и в малых группах. И вот здесь как раз навыки командообразования вам очень помогут, и сегодня мы об этом тоже будем говорить. Конечно, это поисковая активность. То есть мы создаем задания поискового характера. Мы предлагаем ребятам участие в учебных исследованиях, в проектах. Очень важный момент – это задание, связанное с интеграцией знаний из различных областей. Да? Именно такие задания позволяют нам выделять общие методологические подходы в различных науках, выявлять связи и аналогии. Также мы должны ребятам предоставить возможность приобрести опыт успешной деятельности, опыт разрешения проблем, принятия решений, позитивного поведения. И, конечно, это оценочная самостоятельность. То есть мы предлагаем задания, связанные с самооценкой и взаимооценкой, различные кейсы, ролевые игры, диспуты и другое. Хорошие задания для формирования функциональной грамотности – это учебные исследования, это кейсы, это ролевые деловые игры, моральные дилеммы и другие задания, которые способствуют приобретению опыта успешных позитивных действий. Учебные проекты, задания проектного типа и комплексные задания, которые включают в себя мотивационную часть, используют разные форматы представления информации и охватывают все оцениваемые компетенции. На данном слайде представлены ваши ответы на вопрос, какие аспекты функциональной грамотности обучающихся вы хотели бы рассмотреть. И вот именно на ваших ответах мы будем выстраивать нашу систему дальнейших наших мероприятий. Очень важно, что вы интересуетесь креативным мышлением как компонентом функциональной грамотности. Вот 78%. На втором месте читательская грамотность. Далее приблизительно поровну математическая грамотность, финансовая грамотность и глобальная компетентность. В меньшей степени, естественно, научная грамотность. И далее вы предлагаете еще особенности инструментария исследований и оценки функциональной грамотности. И вот один человек предложил посвятить время рассмотрению музыкальной грамотности. То есть ваши пожелания мы учтем. А также для нас был важен следующий вопрос. Принимали ли вы участие в обучающих мероприятиях по вопросам формирования функциональной грамотности? Мы видим, что большинство из вас, к сожалению, в таких мероприятиях пока еще не принимали участие. Но 40,5% являются участниками наших семинаров и вебинаров, которые мы проводим. Это очень радует, и мы будем надеяться, что число участников будет расти. Кроме того, мы видим, что около 13%
из вас принимали участие в мероприятиях Яндекс Учебника. Именно поэтому сегодня мы с вами пригласили наших коллег из Яндекс Учебника, и Артем Александрович нам расскажет об основных мероприятиях, об их возможностях. А также мы видим, что вы принимали участие, некоторые из вас, в наших курсах повышения квалификации, формирования оценки функциональной грамотности, а также 4 человека принимали участие в очень важных курсах, которые проводились Академией Министерства просвещения. И коллеги добавили еще участие во всероссийском онлайн-зачете базового уровня. И следующий вопрос, он также дает нам возможность для планирования нашей дальнейшей совместной деятельности. Вы хотите, чтобы мы больше проводили мастер-классов, практикумов? Ну, понятно, что именно в таких формах организации будет формироваться в том числе и ваша функциональная грамотность. В заключение мне бы хотелось привести результаты исследования, которые проводила Мануэла Фицпатрик, аналитик Организации экономического сотрудничества и развития. Она сравнивала процентное соотношение учителей средней школы, которые хотя бы раз в месяц использовали рассматриваемые виды совместной работы. И сделала вывод о том, что эффективность работы учителей повышается, если они сотрудничают друг с другом. Я думаю, что вы тоже этот факт отрицать не будете, да? Что вот на первом месте идет обсуждение отдельных учащихся, а далее педагоги делятся ресурсами, проводятся конференции для школьных команд, осуществляется сотрудничество в создании единых требований, совместное проведение уроков несколькими учителями, совместное повышение квалификации. И на следующем слайде представлен вопрос о самой эффективности учителей и профессиональном сотрудничестве, который дает возможность ответить на вопрос, что сотрудничество учителей является ключевой характеристикой профессионализма. Мы видим, что чаще всего, раз в неделю или чаще, да, вот последний столбик, учителя участвуют в совместном профессиональном обучении, участвуют в совместных мероприятиях разных классов, посещают уроки других учителей, делятся своим мнением и проводят совместные уроки в одном классе. То есть вот чем чаще эти мероприятия происходят совместные, тем выше характеристика профессионализма учителя. Поэтому сегодня мы с вами в нашу программу заложили как раз встречу с очень интересным человеком, который погрузит нас в проблематику управленческих подходов к командообразованию. Коллеги, есть ли вопросы по изложенной части? Вы можете свои вопросы формулировать в чате, можете во вкладочке «Вопросы», а мы бы хотели далее передать слово Артему Александровичу Корзееву, руководителю региональных образовательных проектов Яндекс Учебника. Артем Александрович, пожалуйста, к нам подключайтесь. Сейчас мы запускаем вашу презентацию. Артем Александрович, вы с нами? Включайте, пожалуйста. Да, коллеги, добрый день. Добрый день, Артем Александрович. Мы рады вас приветствовать со всей нашей командой молодых педагогов Республики Коми. Мы вот увидели, что действительно многие из них принимали участие в мероприятиях Яндекс Учебника. И я думаю, что после вашего выступления таких коллег станет еще больше. Пожалуйста, вам слово. Я сделаю все, что в моих силах. Да, здравствуйте, коллеги, еще раз. Как вы сказали, меня зовут Артем Корзеев. Да, вот, собственно, в презентации видно, как я выглядел до пандемии. Вот, а теперь я выгляжу вот так. И сегодня я с вами расскажу, собственно, про то, что делает Яндекс Учебник для развития и формирования функциональной грамотности. Оговорюсь, наверное, сразу, что в целом Яндекс Учебник – это бесплатный сервис для начальной школы, и мы, наверное, в этой части мы поинтереснее все-таки учителям началки. То есть мы в целом у нас весь контент в основном для начального, основного, общего. Собственно, про функциональную грамотность, да, ну, после выступления коллег, ну, то есть тут сложно, да, что-то добавить, то есть, но мы в своем, ну, мы в разработке всех материалов по функциональной грамотности, мы используем определение, которое дала Галина Сергеевна Ковалева, то есть мы расцениваем функциональную грамотность как способность применять, да, приобретаемые знания, умения, навыки для решения самого спектра
самого широкого спектра стоящих перед человеком задач, да, в любых сферах жизнедеятельности. Как бы и в целом важно отметить, что оценка развития функциональной грамотности, на самом деле, да, вот есть ПИЗа, как один из инструментов, да, вокруг которого у нас почему-то вертится весь разговор про функциональную грамотность, но важно понимать, что это всего лишь один из, да, какого-то множества инструментов. Как бы сейчас очень многие зарубежные страны вводят вообще в аттестацию школьникам, то есть, чтобы получить аттестат, как бы школьники проходят оценку развития, в том числе функциональной грамотности. То есть здесь в этом плане мы наверное, чуть-чуть пока что отстаем, но это как раз говорит, наверное, о важности, почему туда вообще имеет смысл идти. Собственно, и когда мы, так вот осознали для себя, что тема функциональной грамотности действительно важная тема, как бы, мы провели какой-то анализ, да, того, что вообще происходит сейчас на рынке и в стране. Собственно, что мы увидели? Что появилось какое-то очень большое количество так называемых пизоподобных заданий, да, цель которых натаскать на исследование, цель которых протестировать. То есть это задание не про развитие функциональной грамотности, а про оценку развития функциональной грамотности. Мало качественного цифрового контента, да, в том числе для работы дистанционно, что в последнее время кажется очень важным. Как бы те задания, которые видели мы, наши методисты, они нам показались либо слишком сложными, либо слишком скучными. То есть, как бы, вот там, со слов коллег, что как бы вот мне не было интересно. То есть вот я там что-то порешал по ФГ, и мне вот это интересно не было. И отсутствует какая-то вот системная поддержка педагогов, да, в развитии их умения развивать функциональную грамотность у школьников. Собственно, и когда мы все это проанализировали, мы подумали, что мы можем, да, в этой части предоставить. Мы точно умеем делать хороший и качественный контент. Я думаю, что те, кто работал с Яндекс.Учебником и видел наш контент, они понимают, почему я так без зазрения совести говорю, что это качественно и интересно, как бы это действительно так. Те задания, которые мы делали на развитие функциональной грамотности, они идут, во-первых, комплексно, то есть в них уже заранее простроенная методическая линия, да, то есть мы понимали, что, будем честны, да, не каждый учитель в достаточном уровне владеет умением развивать функциональную грамотность, чтобы грамотно подобрать задания в линейке, да, чтобы вот что, зачем, в какой последовательности должно идти. Как бы и мы наняли, буквально федеральных экспертов, которые нам помогали эту историю внутри Яндекс.Учебника же простроить. Плюс, то, что важно, кажется важно, что у нас действительно устойчивая инфраструктура, то есть мы доступны в режиме массового дистанта днем, вечером, утром, в любое время. То есть мы в этом плане надежный, да, то есть надежный инструмент, который мы действительно можем дать педагогу. И третий момент, это мы умеем делать хорошие курсы. У нас есть аж отдельный проект, который называется «Я учитель», как бы, где размещены бесплатные курсы для педагогов. И, судя по отзывам, по крайней мере, тех педагогов, которые их проходили, им было интересно и значимо, что ли, с нами поработать и пройти эти курсы. И вот все вот это вот, да, все вот это вот такое, все эти детали в результате собрались в машинку, которая называется «Марафон по функциональной грамотности Яндекс.Учебника». Он стартовал еще 5 октября прошлого года и продлится до апреля 2021 года. В чем его идея? Он состоит условно из 2 этапов. Первый этап – это интенсив. Это вот то, о чем сегодня коротко упоминали, да, и что вот я видел, что многие коллеги, которые присутствуют здесь, его прошли. Но по цифрам я вот давайте немножко пробегусь за интенсив. Смотрите, у нас было там несколько тестирований, вот одно из них было про компетенции учителя по формированию функциональной грамотности учеников. Его прошли 93 учителя начальной школы и 87 учителей средней школы. В целом, по результатам очень интересно следующее, что вот по всем 6 видам компетенций, да, это оценивалась способность формировать глобальные компетенции, естественно, научные, критическое мышление, математическую грамотность, финансовую и читательскую. Как бы вот по всем этим 6, в целом у учителей началки самая уязвимая группа
как бы это группа учителей со стажем от 16 до 20 лет. Почему-то вот у них по всем, как бы, вот по всем этим видам функциональной грамотности наиболее уязвимые результаты. Хотя, ну, проходилось, как бы, это было на основе данных про 7 человек, поэтому тут может быть, конечно, еще такой осторожный момент в интерпретации, да, этих данных. Поэтому кажется, что вот, ну, по крайней мере, вот со стажем до 3 лет, то есть те, кто, собственно, являются молодыми педагогами, как бы здесь все выглядит, по крайней мере, хорошо. А вот по группе учителя средней школы почему-то вот те, кто со стажем до 3 лет, имеют, ну, фактически, вот, если взять среднюю, самые низкие результаты вот, по всем этим видам функциональной грамотности среди вот всех остальных категорий. То есть как бы здесь вот я бы учителей средней школы, вот судя по результатам нашего интенсива, по крайней мере по Республике Коми, я бы предложил, ну вот так как-то подзадуматься, да, на тему того, что вот как-то молодым педагогам, кажется, в эту историю стоит погрузиться чуть детальнее. Вот, это, собственно, интенсив, который прошел, но здесь, что я могу сказать, у нас будет в марте новый интенсив, там тоже будет шкала по формированию, по умению формировать функциональную грамотность, поэтому приходите к нам еще раз, и те, кто уже прошел, вам будет интересно, потому что вы сможете сопоставить это, да, с результатами как бы вот полгода назад, то есть ответить себе на вопрос, вот, сдвинулись вы куда-то, не сдвинулись, потому что каждый педагог, он же все равно получил индивидуальный отчет. Вот, плюс мы в этом интенсиве очень хотим сделать, я очень надеюсь, что это получится, прям личный кабинет, где у вас бы вот прям сохранялись, да, ваши результаты как бы на длинной дистанции. И, собственно, второй этап, который стартовал у нас 5 ноября и продлится до 25 апреля этого года, это этап условно практики. Да? То есть у нас в Яндекс учебнике выпускаются готовые подборки заданий на развитие функциональной грамотности учеников для 1-4 класса. Еще раз обращаю внимание, что вот здесь только началка. То есть если интенсив, он для всех педагогов, любых, как бы, то вот именно практика в Яндекс учебнике, ну так как мы сервис для начальной школы, у нас практика вот про началку. Собственно, в рамках, ну вот и в рамках интенсива еще мы сделали, у нас на Я Учителе до сих пор лежит курс повышения квалификации, называется «Функциональная грамотность развиваем в школе», он рассчитан на 36 часов, мы его делали совместно с экспертами РАО МГПУ. Вот еще раз, курсы у нас все бесплатно, как бы Яндекс учебник бесплатный, курсы бесплатные. Простите, у меня просто тут, да, кот с ума сходит. Так, все, в общем, да, все бесплатно. Курсы, все материалы, все бесплатно. Это все доступно. Я скину чуть позже, когда закончу свое выступление, скину ссылку в чат, где вы сможете ознакомиться с вот ресурсом Я Учитель и ссылку на Яндекс Учебник, если у кого-то ее еще нет, я тоже отправлю. То есть вот фактически наш продукт, да, то есть вот почему это вот большой проект, марафон по функциональной грамотности, он по сути вот совмещает, да, вот эту вот историю и практику, и теорию, и даже диагностику. То есть в этом на самом деле была вот, собственно, одна из наших основных цен. Ну так вот выглядят наши задания. Как бы, ну, их говорю еще раз, никакой проблемы там зайти в сервис и их посмотреть у вас абсолютно точно нет. К заданию мы старались прикреплять вот комментарии методиста для того, чтобы учителям было чуть проще ориентироваться. Ну, то есть, чтобы это не было в формате, вот мы вам тут умные собрали задания, вы просто пользуетесь. Нет, то есть, чтобы каждым заданием мы стараемся давать комментарии методиста, чтобы учитель сам погружался, да, то есть, почему это делает так, вот какие-то советы, какие-то что-то, чтобы погрузить больше в эту историю педагога. Ну и, собственно, отвечая на вопрос, зачем вообще это нужно, да, то есть это действительно какая-то вот комплексная история, то есть в первую очередь комплексная. То есть мы предлагаем и диагностику, мы предлагаем курс повышения квалификации, и мы предлагаем практику. То есть вот ну, правда, практику только для началки, но тем не менее. То есть, по крайней мере, учителя началки в марафон могут залетать вот на раз. То есть это вот реально большая комплексная история по именно умению, я вот правда обращаю, именно формировать
То есть наши задания, они направлены на формирование и развитие функциональной грамотности, не на диагностику, в меньшей степени. Там есть какие-то проверочные контроль, конечно, задания есть, но тем не менее. Важно сказать, что в целом весь проект, он направлен на плавное, скорее, погружение в тему. То есть мы отдаем себе отчет в том, что функциональная грамотность – это большая, сложная история, не на 1 год. То есть с этим надо просто смириться. И, конечно, сказать, что там вот вы пройдете с нами наш марафон, и все, у вас будет вы сами будете развивать функциональную грамотность на 100%, и там ваши дети будут самой развитой функциональной грамотностью в мире. Конечно, так сказать нельзя, но это важный шаг, это, вот такой плавный заход в тему, да, что потихонечку учиться формировать эту функциональную грамотность. То есть, и вот, собственно, потому что функциональная грамотность, она объясняется каким-то простым языком, да, что это умение решать задачи с помощью того, что ты знаешь. Я вот, когда пытался разобраться для себя чисто, что это такое, это как старый анекдот, да, советский, что вот вы приходите из школы в институт, вам говорят, забудь все, что учили в школе, вы приходите из института на работу, вам говорят, забудьте все, чему вас учили в институте. То есть вот, функциональная грамотность, она обратная история к этой. Да, то есть она вот прямо противоположна. Функциональная грамотность говорит о том, что вообще все то, что мы узнали, увидели когда-то, услышали, поняли, в чем разобрались, оно должно способствовать и помогать нам решать наши какие-то жизненные проблемы и задачи. То есть это очень важный момент, и кажется, что вот в такой формулировке функциональная грамотность – это правда важно. То есть и мы никуда не денемся от того, чтобы учиться ее развивать. Да, то есть я не знаю, может у нее название сменится, как это обычно бывает, но тем не менее. То есть само умение решать жизненные проблемы с помощью своих знаний, это важно. То есть этому важно учить как можно раньше. Да, то есть и здесь мы предлагаем инструмент, который поможет потихонечку двигаться педагогу в сторону вот умения этому учить. На этом у меня все. Спасибо большое, коллеги, за внимание. Если есть ко мне какие-то вопросы, я сейчас с удовольствием на них вам отвечу. Огромное спасибо, Артем Александрович, за то, что вы присоединились к нам. У меня такой вопрос. Вы сегодня действительно представили результаты, которые характерны для выборки педагогов, участвовавших в интенсиве по Республике Коми. Скажите, пожалуйста, как в целом вы можете оценить компетенции педагогов по формированию функциональной грамотности, то есть в целом по нашей стране? Есть ли какие-то общие тенденции? Да, я понял ваш вопрос. Смотрите, мы сейчас как раз вот заканчиваем анализировать данные по всей стране, с какой-то уже не просто какую-то дать генеральную совокупность данных, да, но с какими-то уже выводами. То есть я пока что еще не видел результатов, да, того, что там наанализировали, но в конце января у нас будет большой анонс, где мы выложим вот результаты этого исследования уже более системно. То есть пока что, вот относительно, с чем я могу сравнивать это с генеральными цифрами, то есть та же самая Республика Коми на фоне страны, то есть она смотрится где-то, скажем, мне ж нельзя так говорить, но давайте так, выше среднего. Вот выше среднего по стране. То есть мы не используем ни в коем случае никакое рейтингование регионов, но в целом результаты, вот если брать от среднего уровня по стране, выше среднего. То есть в целом убедительно, но здесь тоже поймите и нас, да, то есть грубо говоря, у нас там в Иркутской области прошло 6 тысяч человек, 6 тысяч педагогов прошло интенсив. И, конечно, там на такой выборке, да, данные будут точнее, потому что, чем больше масштаб данных для анализа, тем точнее предсказания и выводы, которые мы с него можем сделать. Конечно, на основании там 100-200 учителей как-то генерализировать какие-то там масштабные выводы очень тяжело. Но да, в январе у нас будут результаты по стране.
Спасибо, Артем Александрович. Действительно, я поддержу его в этом отношении. У нас не так много педагогов приняло участие в этом интенсиве, но я думаю, что та возможность, которую вы можете получить, в данном случае и то, о чем говорил Артем Александрович в контексте, может быть, образования, там, личного кабинета и так далее, и отслеживания динамики своего профессионального развития, это действительно очень действенный инструмент. И в своей, так скажем, да, профессиональной карьере, и, конечно же, для того, чтобы можно было пользоваться теми ресурсами, которые предоставляет компания. Скажите, пожалуйста, предполагается ли в связи с этими результатами, да, какие-то, может быть, решения от вашей компании по сопровождению, например, там, да, педагогов по формированию каких-то компетенций? Да, смотрите, то есть у нас сейчас к интенсиву, ну вот интенсив – это проект, ну, как бы, грубо говоря, у нас есть два больших проекта, да, вот есть проект Яндекс.Учебник, который ЦОР, да, который цифровой образовательный ресурс с карточками, заданиями, ля-ля-ля. А есть проект, который называется «Я учитель», то есть где у нас вебинары, курсы, семинары, статьи и так далее для какого-то профессионального развития педагогов. И вот интенсив в этом плане – это такой мостик, да, немножко между двумя проектами. Вот, по крайней мере, марафон точно. Как бы вот интенсив – это история про… ну вот мы предлагаем, допустим, шкалы, у нас есть шкала, вот та же самая функциональная грамотность. Я говорю, что вот к этой шкале мы сделали сразу курс. Мы каждому педагогу по итогам прохождения прислали рекомендации со списком того, где, что и как можно посмотреть. Как бы то же самое и по другим шкалам. Допустим, шкала по тому развитию ИКТ-компетенций. Как бы вот вам, пожалуйста, ваш результат. У нас есть курс. И если вам интересно, вы можете пройти курс, посмотреть еще там вебинары, семинары, почитать вот это, почитать то. Ну, то есть мы даем, да, вот эту траекторию, но у нас как бы нет, наверное, возможности мы, ну, чтобы это как-то отслеживать дальше. То есть мы эту возможность предоставили, как бы, а дальше, коллеги, как говорится, если у вас есть желание, пожалуйста. Если вы, ну, силы, время не находите, то мы как бы, мы как Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать. Да. Спасибо. Спасибо, Артем Александрович. Я думаю, уважаемые участники нашей стратегической сессии, что вы в марте действительно примете активное участие в интенсиве и получите такую информацию о том, насколько мы готовы формировать функциональную грамотность у наших обучающихся. Ну и я думаю, что вы отследите сейчас те ссылки, которые Артем Александрович в нашем чате также разместит. Мы еще раз вас благодарим и надеемся на дальнейшее сотрудничество. Всего доброго. Всегда рад. Всего доброго. Уважаемые друзья, мы с вами продолжаем нашу стратегическую сессию, и, как уже анонсировала и Галина Владимировна, и Марина Анатольевна, мы рассматриваем самые разные аспекты функциональной грамотности, в том числе и, конечно же, связанные с формированием управленческих подходов командообразования. И сегодня к нам присоединился эксперт, заслуженный работник Республики Коми, пиар-технолог Родов Анатолий Семенович. Анатолий Семенович, я предоставляю вам слово. Уважаемые участники, еще раз напоминаю, что вы можете задавать вопросы в чате, можете в специальной вкладке. Спасибо, Александр Викторович. Я всех приветствую участников стратегической сессии. Я очень рад такой возможности, которую представил Институт развития образования, такому общению с вами. И сразу хочу предупредить, что не будет презентации. Я специально это сделал, чтобы сконцентрироваться на общении с вами непосредственно, там, где это возможно в интерактивном варианте. У меня будет много вопросов к вам, и думаю, что вы будете активно общаться в рамках этих 20-25 минут, которые у нас с вами предстоят. Тему обозначили как управленческие подходы к командообразованию, и мы, если переведем его на несколько иной язык, я бы назвал его лидер и тимбилдинг. Ну, тимбилдинг мы переведем как строительство команды или формирование коллективов, как кому больше нравится. И сейчас у меня будет к вам следующий вопрос. Вот невозможно отделить лидера и команду, потому что
Как только образуется коллектив, команда, всегда образуется лидер. Это вот химики знают, у нас много предметников, и мы по предметам сейчас будем дальше разговаривать. Химики знают, например, в школе такой эксперимент или практические задания для учащихся, когда раствор, мы раствор опускаем там, ниточку или какой-нибудь там кристаллик соли, его растет определенный кристалл. Вот если мы это обозначим в химии, давайте мы, все же преподаватели, педагоги, наверняка есть много, те, которые предметы, давайте посмотрим в разных системах и в разных предметах, а как строятся вот эти взаимоотношения между лидером и командой. Ну, давайте возьмем зоологию. Приведите, пожалуйста, примеры сейчас в чате. Как вы видите в зоологии? Ну, возьмем шире, скажем, в животном мире. Как эти отношения образуются? Приведите примеры. Есть преподаватели, ну, по крайней мере, школьную программу все знают. Ну, когда есть определенное формирование группы каких-то особей, вот, всегда образуется вождь стаи или вожак. Мы обозначаем вожака или стаи, плохо вижу. Или пчелы. Или пчелы. Ну, можно и пчелы привести. Вот. Ага. Спасибо, Дмитрий Валерьевич, потому что я понимаю, что вы производите, вот, скажем, утки. Ну, волчья стая, правильно, Вера Пыстина говорит, волчья стая. Ну, дальше вспоминаем литературы Киплинга и Маугли, да? Тоже из этой серии. Хорошо. Примерно понимаем, как это строится в зоологии или в животном мире. Скажите, пожалуйста, в астрономии приведите примеры вот коллектива и, ну, скажем так, лидера. Кто помнит астрономию из школьной программы хотя бы? Хорошо, созвездие Большая Медведица, хорошо. А если бы созвездие Большая Медведица, где галактика Млечный Путь, вращается вокруг черной дыры? Правильно, полярная звезда. Хорошо, а возьмите Солнечную систему нашу. Правильно, вот Вера Пыстина пишет, Солнце – лидер Солнечной системы. В Солнечной системе существует определенное количество планет, и в центре все вокруг светила движется. Определяемся, что Солнце – это лидер этой системы, этого коллектива. Хорошо. Назовите, пожалуйста, из биологии пример. Можно из биологии, можно из генетики. Кто, опять же, ядро в клетке. Молодцы, правильно. Клетка как коллектив и ядро всегда как лидер. Хорошо. Ну, то же самое можно, скажем, из молекулярной физики, да? Прийти к атому и понять, что атом состоит тоже из определенной системы взаимоотношений. Назовите, пожалуйста, из генетики. Помните генетику? Вспомните, да, что есть рецессивные признаки и доминантные признаки, да? Помните? Правильно, доминантный ген – лидер. Молодец, Вера. Отлично. А теперь назовите, пожалуйста, из литературы. Вот как в литературе вы помните такие примеры? Ну, на самом деле литература описывает то, что происходит в жизни, и, может быть, даже не из фантазий. Петр I, но это из политики уже, да, из общества, из устройства государства, правильно, тоже лидер. А я про литературу. Ну, давайте Горького, наверное, все помните. Назовите, пожалуйста, кто из вас помнит, если преподаватель литературы есть, школьную программу «Старуха Изергиль» входит еще или нет? Вспомните «Старуху Изергиль» и ту историю, которую она рассказывает про Данка. Ну, уже наверняка точно знаете, да, как Данка? Да. Данка проходят все. Ну,
Данка и витамины как часть произведения Горького «Старухи из Аргель». Хорошо. Помните, да, что как Данка выводил из леса, из темного, если вы хорошо посмотрите текст, я его просто процитирую, потому что это важно будет как переход к следующей нашей теме. Люди же радостные, полны надежд, не заметили смерти его и не видели или не видали, что еще была рядом с трупом Данка его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой, и оно, рассыпавшись в искры, угасло. Это из литературы. Дальше поймите, почему я эту цитату привел. Вот мы с вами посмотрели, как работает система лидер и тимбилдинг в разных вариантах, в разных системах. Теперь мы немножко обобщим, и вы те примеры, которые приводили, вы поймете, что они как определенным образом систематизируются. Итак, социальные психологи выделяют 3 основных типа лидерства. Лидер-организатор – это активист, организует мероприятия, помогает разрешать какие-то возникающие конфликты, проблемы коллектива, умеет в определенный момент взбодрить, поддержать, всегда сосредоточен на решении поставленной задачи. Это лидер-организатор. Не будем повторяться, вы сами определитесь. Лидер-борец – это тот лидер, который готов отстаивать свою точку зрения до последнего. Что называется, с пеной у рта доказывать свою правоту. Не боится рисковать, берется за сложные проекты, которые по некоторым могут показаться даже и неразрешимыми. Мы по проекту сегодня еще отдельно поговорим. И третий тип, который выделяет социальный психолог, это лидер-тиран. Это властный, авторитетный человек. Очень часто внушает подчиненным чувство повиновения, его безропотно слушаются и порой даже боятся. Теперь назовите, пожалуйста, примеры вот этих 3 типов из той нашей окружающей жизни или из истории, которую вы помните наверняка. Какие персоналии могут соответствовать каким типам? Думаем. Последнее, то, что Ольга Юрьевна написала, не помню, наверное, это из другого вопроса было. Итак, не можем пока определить, пойдемте дальше. Тогда вопрос, подсказка. Скажите, пожалуйста, вот какими качествами должен обладать лидер? Назовите сильные стороны лидера и в чем они заключаются. Правильно, ответственность есть, плюсик поставили. Еще честность. Хорошо. Виктория, дальше. Какие еще можно назвать? Умение общаться. Есть такое. Принципиальность, высокий интеллект, стрессоустойчивость. Ну, и дальше мы еще сейчас назовем, но обобщение, умение вести за собой. Молодцы, хорошо. Дальше мы сейчас обобщим, и опять же на знании социальной психологии уверенность. Мы назовем, что уверенность, как раз лидер всегда уверен в собственных силах, и в критических ситуациях он действует смело, решительно. Харизма. То есть лидер харизматичный, который умеет увлечь, который способен произвести какое-то хорошее впечатление на окружающих. Умение быстро реагировать. Ирина, правильно, да. Назовите, пожалуйста, лидеров из тех, которых вы знаете, они совершенно не обязательно из какой-то политической среды. Назовите, пожалуйста, лидеров, которых можно из литературы называть, которые обладает харизмой.
Ну, я так полагаю, что Ольга Юрьевна пишет про Алексея Навального, это предыдущему относилось еще. Ну, хорошо, Владимир Жириновский, да, Владимир Вольфович очень харизматичный лидер. Что первое, что называется, из политиков приходит в голову, да? Ну, хотя бы на примере Владимира Вольфовича уже понятно, что такое харизматичный лидер и почему харизма является одним из сильных качеств и сторон лидера. Следующее. Не отметили вы, но хладнокровие – это одна из черт и одна из качественных характеристик лидера. Умение оставаться хладнокровным в любой ситуации, спокойным. К лидерам мнений можно отнести всякого рода блогеров, привести. Ну, можно это лидера мнения, да, но мы сейчас с вами, когда будем говорить про команду и про коллектив, и про блогеров тоже коснемся. Итак, отметим еще хладнокровие, самообладание, настойчивость, мы говорили, уже есть, решительность тоже вы определяли. Вот основные качества лидера. Теперь мы с вами определимся и поймем, что такое делает лидер, когда он становится лидером. Что такое необходимо для лидерства? Первое, что мы отметим, это лидер всегда четко видит цели. Вот у вас сегодня после первой части нашего мероприятия будет состоится заседание ассоциации. Это ассоциация молодых педагогов, это как коллектив, команда. И у вас уже есть лидер. И вот эти взаимоотношения, которые мы сегодня будем рассматривать, вы можете совершенно спокойно проецировать на те ваши внутренние взаимоотношения в ассоциации, как в команде и в отношении с лидером. Итак, лидер всегда четко видит цель, планирует оптимальные этапы ее достижения, анализирует, трезво оценивает текущую ситуацию, мотивирует, вдохновляет и контролирует. Лидер всегда умеет признавать свою вину или свои ошибки за неправильные какие-то действия. Ну и, что характерно, всегда проводит работу над ошибками. Какие навыки характерны для лидера и какими навыками и умениями должен обладать? Я сейчас спрашивать не буду, потому что у нас запаздывает чат, мы очень много времени на паузах теряем, но я думаю, что вы всегда можете участвовать и писать ваши комментарии в нашем чате. Итак, умение убеждать и вдохновлять – это лидерское качество умения. Способность принимать решения, отвечать за свои решения, мы уже говорили. Навыки и достижения постановки целей. А это действительно умение, потому что мало того, что нужно видеть цель, но надо еще уметь об этой цели рассказать, поставить задачу перед командой, а как мы будем достигать эту цель. Способность концентрироваться на самом важном. Это очень важное умение, очень важная способность, потому что когда, что называется, зерна от плевел отделяется, всегда определяется главная цель. Или мы размениваемся по каким-то мелочам на маленькие шаги, или мы идем хорошей, уверенной поступью к нашей главной выработанной цели. Умение слушать – это взаимоотношения в коллективе при формировании команды. Это одна из таких качеств, основа успеха, наверное, слушать, слышать и взаимодействовать с командой. Потому что, когда вот мы с вами говорили, есть лидер-тиран, это, скажем, по принципу «я сказал». Все, да, я лидер, я уже стал лидером. Я сказал, мы идем туда. Вот. А возможно, кто-то не согласен с этим. Но лидер-тиран говорит: нет, я сказал, значит, так и будет. Так вот, умение слышать, умение слушать команду и коллектив – одна из лидерских качеств. Сейчас мы с вами обозначили, каким должен быть лидер, кто такой лидер, какими качествами он обладает. Теперь мы с вами определимся в понятии или в характеристиках коллектива и команд.
По этому поводу масса всего написано про тимбилдинг, вы наверняка читали, но Мария Анатольевна уже сегодня приводила анкеты и говорили об этом, и Артем Александрович говорил об этом тоже в предыдущем выступлении. Вот смотрите, мало знать, но когда эти знания не применяются, они не становятся опытом. И не зря, я думаю, что не зря и недаром большинство из вас отметили в своих анкетах такое качество, как креативность, которое вы предъявляете своим ученикам при общении с ними или при формировании команды. Причем ведь когда складывается учебный класс, а мы сейчас говорим на примере, скажем, школьного класса, вы наверняка лучше меня знаете, я могу говорить о системе закономерности, а вы можете говорить не о практиках. Когда складывается коллектив класса, всегда образуется определенный лидер. Причем этот лидер может быть положительным, может быть отрицательным. Я в своей практике встречался с такими классами, где, скажем, ученик специально готовил себя к лидерству. Он вырабатывал мероприятия, он брал на себя инициативу, он организовывал, он отвечал, он формировал, он планировал. И это была его задача, потому что он хотел вырастить из себя, скажем так, лидера. Это положительный, позитивный опыт лидерства. Но в коллективе может складываться, это вы лучше меня знаете, и отрицательные характеристики лидера. Когда, да, лидер есть, но его, скажем, явно не Данка и ведет, скажем так, ту группу класса в том направлении, куда он считает необходимым вести, а люди, которые являются его коллективом, его командой, начинают этому вестись. Итак, давайте мы посмотрим, какие существуют команды, существуют коллективы по классификации. На самом деле есть две стороны формирования, при формировании коллективов и команд. Это высокоразвитые и слаборазвитые. Слаборазвитые нас мало интересуют, потому что мы сейчас не об этом говорим. Это не теоретическая вещь, а мы говорим о все-таки высокоразвитых командах, когда есть по определенным характеристикам и качествам складываются эти команды и эти коллективы. Так вот, среди таких высоко развитых, скажем, групп, которые являются коллективом, характеризуется деятельность, ради которой этот коллектив создан и который на практике занимается, имеет, несомненно, положительное значение для очень многих людей. И вот на примере ассоциации, которая сегодня заседание, еще раз скажу, у вас состоится, вы сами наверняка увидите, какие в коллективе существуют, вот в этом коллективе существуют межличностные отношения, которые формируются именно в коллективе на взаимном доверии людей, открытости, честности, порядочности и взаимном уважении. И вот для того, чтобы назвать определенную какую-то малую группу, а малой группой называется эта группа от 2 до 30 человек, малой группой, как правило, команды, вот они такие еще меньше бывают. Команды можно 10 человек назвать, или, скажем, команда единомышленников, но 30 человек – это уже такой, по-хорошему, малая группа и коллектив. Так вот, соответствует, скажем, весьма высоким требованиям. Успешно должна справляться с возложенными на нее задачами, быть эффективной в отношении основной для нее деятельности, имеет высокую мораль, хорошие человеческие отношения и создает для каждого своего члена возможность развиваться как личности, быть способной к творчеству, так как группа или команда дает людям больше, чем может дать сумма того же коллектива индивидов, работающих отдельности. И вот когда вы начнете обсуждать, наверняка возникнет вопрос вот формирования такого коллектива. Вот, к сожалению, у нас не получается в силу обстоятельств жизненных, которые нас формируют, та обстановка на улице с пандемией и так далее, общение вот такому очному face-to-face, что называется, глаза в глаза.
Но вот эта удаленность, она несколько разрывает коллектив, и, скажем, даже дистанционные технологии общения, они не позволяют, скажем, не дают такой эффективной возможности для создания и складывания команд. Мы назовем психологически развитый коллектив. Это та малая группа, которая сложилась как дифференцированная система различных деловых и личных взаимоотношений. Дальше можно говорить о разных характеристиках этой команды, о нравственности, открытости, но главный принцип, который мы будем обсуждать, и он обсуждается, это принцип коллективизма. Принцип коллективизма членов каждой команды. Коллективизм, контактность, организованность, информированность, все эти характеристики, которые расшифровываются, я думаю, что у нас еще будет возможность, я скажу об этом чуть позже, более подробно обо всем об этом поговорить. Сейчас не буду просто расшифровывать, но все эти характеристики, они являются основой для формирования команды, основой для формирования коллектива. И надо отметить, что закономерности развития любой команды, закономерности развития любого коллектива, это уже, скажем так, научно обоснованно, она строится следующим образом. Вначале вот эти взаимоотношения в любой команде строятся на эмоционально непосредственной основе. Потому что есть новизна ситуации, благоприятные впечатления от группы. Потом наступает кризис. И путь движения вот этих коллективов от верхнего подъема точки сначала спадает до уровня кризиса, идет спад. И только потом, когда этот коллектив или эта команда проходит эту кризисную ситуацию, что называется, выковывает себе условия именно, что да, мы такие, мы можем быть командой, и только после этого идет новое развитие. Это характерные особенности, и вам нужно понимать это и тоже знать такие закономерности формирования команд при своей работе и при складывании определенных коллективов. Все вещи, о которых я сейчас рассказываю, мы рассматриваем на курсах. Мы подготовили, благодаря поддержке Галины Владимировны, мы подготовили совместно с Институтом развития образования нашим специальный курс повышения квалификации, который называется «Современные пиар-технологии и методы продвижения грантовых проектов». Почему именно так называется и почему грантовые проекты? Здесь следующее обоснование. Дело все в том, что выстраивание взаимоотношений, а мы сейчас говорим как раз о взаимоотношениях, всегда можно найти эффективные пути, если у вас есть для этого знания. Так вот, мы в рамках нашего курса повышения квалификации, от этого курса, даем те знания пиар-технологий, которые позволяют сегодня эффективно достигать тех результатов. А инструментом для этого является как раз грантовый проект. И сегодня я хочу сделать акцент на том, что ассоциация – это как раз есть тот самый инструмент, который, потому что ассоциация является, уже НКО, наверняка зарегистрирован, является НКО, который может участвовать в различных грантовых проектах. Но, как правило, проблема всегда в одном – не хватает идей. Так вот, если сегодня ассоциация задумается над тем, а какие идеи могут быть, а что мы можем сегодня такое придумать, то дальше есть механизмы уже реализации, организационные механизмы, финансовые механизмы, разные другие там пиар-технологии, в рамках которых можно такими проектами заниматься в рамках Ассоциации молодых педагогов. По самой программе «Современные технологии и методы продвижения» грантовых проектов я скажу, что мы рассматриваем, мы однажды уже в декабре обозначали проведение такого недельного семинара, но коль скоро условием проведения было все-таки это очное общение, а
я говорю, жизнь на улице нас немножко диктует иные правила поведения, мы не смогли встретиться, и нам пришлось перенести проведение такого курса. Думаю, что где-то, может быть, в феврале, в марте мы такой курс обязательно постараемся провести и дать вам те самые пиар-технологии. Мы рассматриваем теорию, мы рассматриваем имиджологию, мы рассматриваем психологические аспекты, мы рассматриваем конкретные грантовые проекты, которые сегодня можно подготовить и на которые можно получить грант с разных фондов, начиная от президентского фонда грантов, заканчивая грантовой поддержкой, которая на уровне нашей республики существует. Все это возможно. Только лишь тому, что если у вас есть ассоциация, которая является коллективом, и ассоциация, которая, ну, наверное, пока становится или там пытается стать командой, потому что я детали не знаю, думаю, что Александр Викторович больше знает по этому поводу. Буду надеяться, что это действительно станет очень сильной командой, которая будет участвовать для своих членов и для тех, которых сегодня заинтересованы в существовании такой ассоциации. Готов ответить на вопросы. Если они будут, то можно и в чате, можно в вопросах, как вам будет удобно. И завершая, несколько книг я рекомендую для тех, кому это будет интересно, именно тимбилдинг с лидером. NLP, очень известный автор, Гарри Алдер, может быть, кто-то знал, сталкивался с NLP, современные психотехнологии. Его же книга только в графическом изображении, книга из серии психологических практикумов «Новые технологии управления персоналом», коллектив авторов, записи потом можете посмотреть. Ну и классика Абрахам Маслоу «Психология мотивации личности». Издание 3, очень интересное, те, которым будет интересно то, о чем я сейчас разговаривал. В первую очередь можно заняться Абрахамом Маслоу, наш бывший соотечественник, который в свое время уехал в Соединенные Штаты и сделал имя. Ну, наверное, все. Вопросов нет. Спасибо вам большое. Думаю, что мы еще увидимся с вами, потому что это все очень интересно общаться, а мне интересно вам рассказывать. Будет возможность общаться очно, буду еще более благодарен. Спасибо вам. Спасибо, Анатолий Семенович. Уважаемые участники, мы завершаем нашу первую часть. И спасибо, что вы благодарите всех экспертов. Буквально через несколько минут мы продолжим нашу встречу и начнем заседание Ассоциации молодых педагогов. Большое спасибо, Анатолий Семенович. Спасибо вам. Уважаемые друзья, несколько минут перерыв. Уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу встречу, и сегодня у нас с вами состоится в 2021 году первое заседание Ассоциации молодых педагогов. Я от имени Института развития образования, Коми-Республиканского института развития образования, от имени учредителя Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми приветствую всех участников данного заседания. К нам присоединятся два спикера. Это Александр Сергеевич Гаврилов и Александр Валерьевич Пенежанинов, о чем уже говорила Галина Владимировна. Позвольте после этих слов рассказать буквально о некоторых мероприятиях, которые запланированы в 2021 году в рамках проекта «Молодые педагоги». Поскольку мы с вами несколько задержались на предыдущем этапе, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что запланировано в данном случае институтом, и то, что войдет в основные мероприятия данного проекта в 2021 году. Также из сегодняшнего представления результатов исследования будут продолжены стратегические сессии по основной теме – это функциональная грамотность педагога, стратегии формирования, поэтому первая сессия уже
завершилась, и у нас есть, так скажем, да, некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание на основании исследований Яндекс.Учебника в рамках интенсива «Я учитель» и так далее. И те запросы, которые поступили в рамках непосредственно того опроса, который мы провели предварительно среди участников. Институт запланировал проведение интерактивных сессий, которые будут посвящены разным темам. Первая тема, которая запланирована на февраль, она будет посвящена уроку в цифровой образовательной среде, то есть как эффективно использовать цифровые инструменты и сервисы. Но это не только контекст использования информационных технологий, это, конечно же, еще контекст, связанный с достижениями результатов, обозначенных в федеральных государственных образовательных стандартах, а также построение в данном случае урока как основной формы организации, в данном случае образовательного процесса, в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта. Планируется, что в рамках интерактивных сессий мы будем актуализировать основную проблематику, которая достаточно часто в рамках проекта инициировалась самими молодыми педагогами и так далее. Портфолио педагога как инструмент анализа результатов профессиональной педагогической деятельности. Вы видите, что данная тематика в основном связана с вопросами аттестации не только, но и навыки 21 века, формирование команды, инструменты и управления. Еще раз обращаю ваше внимание, что интерактивные сессии будут также предполагать в данном случае онлайн-подключение, поэтому думаем, что подобный вариант будет удобен для большинства специалистов в данном случае. Ну а по тематике, конечно же, и в рамках ассоциации, и в рамках предложений, мы, конечно же, открыты к определению этой тематики более детально и так далее. В марте 2021 года запланирован республиканский конкурс педагогического мастерства наставников и молодых педагогов. Фактически он будет состоять из нескольких частей, и при благоприятной эпидемиологической ситуации, то есть какая-то определенная часть после определенных туров, возможно, будет очной, но пока это предварительные данные. Поэтому мы хотели бы анонсировать, что подобное мероприятие состоится, и, конечно же, вот те наставнические пары, которые, возможно, уже существуют в образовательных организациях Республики Коми, а это не только организации общего образования, но и другие, могут непосредственно принять участие в этом конкурсе. В апреле месяце мы проведем первую, наверное, олимпиаду метапредметную. Возможно, у молодых педагогов нашей республики есть такой опыт участия, но в иных регионах, либо во всероссийских, по крайней мере, мы в данном случае это мероприятие запланировали. Традиционные и достаточно успешные мероприятия – это хакатон молодых педагогов, который уже своей второй частью, по сути, заменяет так называемый День молодого педагога, который мы традиционно проводили и ассоциировали его с мероприятиями, посвященными Дню учителя. Традиционное название – это «Учитель будущего» формируется сегодня, который, в общем-то, будет реализован в рамках активных мероприятий. При, опять же, наличии возможности мы инициируем проведение данного мероприятия, в том числе и в очном формате. Не менее важным, как нам кажется, будет организована летняя дистанционная школа молодых педагогов, где педагог, в общем-то, может в течение летних месяцев, условно говоря, то есть начиная с июня и заканчивая по 31 августа, условно говоря, в удобном для себя режиме пройти обучение по самым разным курсам повышения квалификации, которые, в общем-то, ему могут быть полезны, как в контексте профессионального развития, так и в контексте преодоления, может быть, профессиональных дефицитов и так далее. И здесь мне хотелось бы как раз обратить ваше внимание, что мы также открыты к вашим запросам, к вашим потребностям, для того, чтобы определить содержание непосредственно этих курсов. Думаю, что в контексте той тематики вопросов и проблем, которые мы рассматриваем и в рамках проекта, и в рамках отдельных мероприятий, найдут свое воплощение уже в рамках реальных курсов, в данном случае, да, реальные какие-то предложения от нашего института. Хочу также обратить ваше внимание на то, что участие педагогов в мероприятиях проекта
через платформу ProofMe не только, позволит в данном случае на основании получаемых сертификатов в конечном итоге, на основании участия в ряде мероприятий, также получить непосредственно сертификат о повышении квалификации. Но об этом мне не хотелось бы сейчас говорить очень подробно, я лишь анонсирую непосредственно эту возможность. Традиционным для нашего проекта является конкурс «Первые шаги», и я хочу сказать, что в 2020 году он несколько трансформировался в контексте, в данном случае, появления новых участников, это библиотекари, это и кластер-руководители, это и психологи. Это, конечно же, еще и День молодого педагога. Я думаю, что он все-таки состоится, и он состоится либо как второй этап хакатона, либо уже как мероприятие непосредственно форума, который в 2021 году запланирован Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Ну и в декабре, как в всех мероприятий, в данном случае, мы проведем республиканский фестиваль «Молодые молодым». Также институт планирует организовать в данном случае сопровождение Ассоциации молодых педагогов, представляя возможность общаться на разных платформах участникам нашей Ассоциации молодых педагогов. Также в качестве одного из мероприятий, это мероприятие, связанное с мониторингом о том, как организована система поддержки молодых педагогов в образовательных организациях, но это больше будет касаться уже непосредственно не вашей профессиональной деятельности, а самих образовательных организаций, о том, как они организуют эту работу. Ну и я рад приветствовать Александра Сергеевича Гаврилова, который к нам уже присоединился. Я передаю слово и для приветствия, и, соответственно, для освещения вопроса, связанного с моделью управления основными направлениями деятельности Ассоциации молодых педагогов. Добрый вечер, Александр Сергеевич, рад вас видеть. Спасибо, что присоединились. Добрый вечер. Я предоставляю вам слово. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Я вот не знаю, как меня слышно, потому что у меня возникли определенные трудности с технические, поэтому я вынужден выйти с мобильного устройства, а не со стационарного компьютера, но надеюсь, что меня слышно и видно. Что касается нашей ассоциации, да, я рад приветствовать всех на первом заседании Ассоциации молодых педагогов Республики Коми. И, конечно же, в связи со сложившейся обстановкой, да, мы вынуждены с вами выходить в режиме онлайн, но я очень надеюсь, что в скором времени наши ассоциации будут проходить также и в очном режиме, потому что, ну, сами понимаете, конечно же, в очном режиме это совершенно по-другому. Сегодня же я буду говорить о модели управления основных направлениях деятельности Ассоциации молодых педагогов Республики Коми, так как это наше первое заседание, и пока мне достаточно сложно, да, говорить конкретно о нашей деятельности все-таки, потому что я, к сожалению, Галина Владимировна сказала про анкеты, которые вы заполняли, но у меня не было возможности с ними ознакомиться, поэтому как-то вот так получилось. Но я думаю, что мы это обязательно исправим. И, конечно же, основные моменты, да, ассоциации и то, как она будет работать, я сегодня постараюсь осветить. В свою очередь, сразу же хочу сказать о том, что мы будем очень рады, если к обсуждению, да, вопросов ассоциации присоединятся молодые педагоги, чтобы это было коллегиальное решение, а не только решение председателя или еще кого-то. Вот. Что касается ассоциации, то здесь я хочу сказать, что это объединение молодых педагогов Республики Коми, да, мы так и называемся, Ассоциация молодых педагогов Республики Коми, но я думаю, что здесь нужно сказать не только молодые педагоги республики,
без, допустим, мы же говорим с опытом работы или же без опыта работы. Сейчас, прошу прощения, видимо. Но и я думаю, что меняться по призеры муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, которые будут с удовольствием распространять собственный инновационный опыт на всех уровнях педагогических сообществ. Наша ассоциация является добровольным самоуправляемым общественным объединением педагогов, и ассоциация действует на территории Республики Коми и является структурным подразделением Коми Республиканского института развития образования. Если я что касается таких правовых организационных моментов ассоциации, что-то говорю неправильно, я надеюсь, что меня Александр Викторович потом впоследствии поправит. Деятельность ассоциации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности. И цель нашей деятельности является объединение педагогов образовательных организаций Республики Коми разных типов и видов для содействия их профессиональному становлению, а также защиты их прав и законных интересов в порядке, установленном законодательством. Предметом деятельности ассоциации является достижение целей, достижение поставленных целей, а также создание профессионального экспертного сообщества педагогов образовательных организаций Республики Коми. И одной из целей, одной из задач, которую мы обговаривали еще с Галиной Владимировной летом, для чего мы создаем ассоциацию? Для того, чтобы мы могли создать профессиональное экспертное сообщество молодых лидеров образовательной среды Республики Коми. Да? Также, конечно же, одной из целей является формирование положительного имиджа системы российского образования в Республике Коми. Я думаю, что ассоциация во многом будет этому содействовать. Трансляция передового управленческого и педагогического опыта педагогов образовательных организаций Республики Коми, выявление эффективных управленческих и педагогических практик, методов и форм, а также их презентация. Содействие созданию условий для активной профессиональной и общественной деятельности своих членов, содействие обобщению и распространению передового опыта по осуществлению обучения, воспитания, развития и самоопределения подрастающего поколения, содействие привлечения широкой образовательной, привлечение широкой общественности к разработке и реализации проектов, направленных на повышение престижа образования Республики Коми, содействие развитию системы общественного и общественно-государственного управления, а также содействие усилению роли образовательных организаций как социально-экономических, спортивных и культурных центров для жителей Республики Коми. Для достижения целей ассоциации, я выделил следующие задачи. Прошу прощения. Формирование временных и постоянных профессиональных коллективов, установление деловых контактов в области культуры, образования со всеми юридическими и физическими лицами, в том числе, может быть, даже у нас и появятся зарубежные партнеры, с которыми мы сможем взаимодействовать, организация проведения совещаний, конференций, семинаров, круглых столов и иных форм коллегиального обсуждения актуальных вопросов современного образования. Далее, это, конечно же, содействие развитию профессиональных контактов, повышению квалификации членов ассоциации, обмену опытом, осуществление методической деятельности, обобщение опытов членов ассоциации по вопросам образования, и поиски, создания и внедрения передовых разработок в области обучения, развития и воспитания подрастающего поколения. Долго я думал насчет структуры ассоциации, но это одна из моделей, которые я предлагаю. Я думаю, что
коллеги смогут меня, если что, поправить или дополнить, да, данную структуру, если же будут какие-то иные предложения по управлению ассоциацией. Итак, в организационную структуру ассоциации у нас будет входить общее собрание членов ассоциации, собственно говоря, на котором мы и будем принимать все решения, да, так как у нас орган коллегиальный. Далее это правление ассоциации, председатель ассоциации, естественно, координатор от Коми Республиканского института развития образования и заместитель председателя ассоциации. Да. И пока вот то, что вы видите в третьем столбике, да, данной схемы, то здесь, конечно же, это все достаточно обтекаемо пока, да. Я так думаю, что мы должны, наверное, будем разделиться на предметные ассоциации, да, учебно-методические объединения и рабочие группы. Определенные рабочие группы у нас будут создаваться для решения определенных задач, например, организации каких-либо мероприятий, да, конкурсов, может быть, каких-то форумов, конференций и так далее. Далее, значит, проблема обеспечения молодых специалистов методическими и практическими знаниями и умениями требует деятельности ассоциации по следующим направлениям. В каких направлениях мы будем с вами работать? Ну, первое – это выявление и анализ проблемных зон. Вот я, может быть, меня поправят, я не видел анкеты, может быть, действительно это уже сделано, уже выявлены проблемные зоны. И в случае, если этого не сделано, я думаю, что нам нужно будет выявить как раз профессиональные дефициты молодых специалистов, чтобы мы могли составить, ну, так скажем, карту нашей дальнейшей деятельности, да, в каком направлении нам нужно двигаться. Оказание методической и практической помощи молодым специалистам, обеспечение практического, методического и психологического сопровождения с целью быстрейшей профессиональной адаптации на рабочем месте, содействие в повышении квалификации по различным специализациям молодых специалистов. Сан Сергеевич, мы просим вас переподключиться, уважаемые участники. У вас, я еще раз напоминаю, есть возможность задавать вопрос. Уже есть, я вижу, что Илья Андреевич поддерживает и непосредственно другие участники. Думаю, что та модель управления, которая была представлена, да, она непосредственно может быть обсуждена в данном случае, и вы сможете высказать свое мнение относительно подобной структуры. Я полагаю, что Александр Сергеевич в данном случае представит непосредственно определенное, так скажем, да, описание функционала каждого уровня или каждого структурного, по сути, элемента. То есть, поскольку, наверное, есть вопросы у вас по, собственно, учебно-методическому обеспечению и так далее, то есть вот и по этим объединениям, и по предметным ассоциациям и так далее. И, соответственно, какой функционал будет непосредственно выполнять в данном случае эти структурные элементы. Ну и, конечно же, рабочие группы, скорее всего, они будут оперативные, то есть для, действительно, как отметил уже Александр Сергеевич, подготовки, может быть, да, каких-то определенных мероприятий ассоциации, которые могут проводиться самостоятельно, параллельно, совместно и так далее с координаторами, то есть с институтом. Институт непосредственно, да, как раз и инициировал в данном случае подобное взаимодействие для того, чтобы он выступал в данном случае площадкой, необходимой как раз для подобного общения и взаимодействия. Но, как я полагаю, нам действительно нужно от вас получить обратную информацию
Вот. Александр Сергеевич к нам присоединился. Я предлагаю вам продолжить. Пожалуйста. Прошу прощения, уважаемые коллеги. К сожалению, прервалось. Слышно, да, меня сейчас? Хорошо. Прошу прощения еще раз, что вот сегодня какие-то такие проблемы возникают. А, я вот не знаю, честно говоря, на чем я прервался, да, потому что я продолжал еще говорить, видимо, связь прервалась. Ну вот, что касается направлений работы, да, а, что касается вот направления работы, да, вот мне подсказывают, что остановился я на проблемных зонах, да, чтобы, собственно говоря, нам была возможность с вами видеть нашу траекторию деятельности, да, благодаря тому, какие проблемные зоны мы выявим, и, конечно же, уже заниматься оказанием методической и практической помощи молодым специалистам. А, Обеспечение практического, методического и психологического сопровождения также с целью быстрейшей профессиональной адаптации на рабочем месте. Конечно же, это и содействие в повышении квалификации по различным специализациям молодых специалистов. Что касается повышения квалификации, я думаю, что это не только через курсы повышения квалификации, но и через различные площадки, да, тренинги, форумы, ну и, конечно же, через участие в профессиональных конкурсах. Как мы с вами знаем, профессиональные конкурсы являются наиболее одной из самых лучших возможностей повысить свою квалификацию, да, и обменяться опытом. Ну и, конечно же, формирование методического пакета, инструментария для молодого специалиста, учителя, педагога-психолога, ну и вообще педагога в целом, да, потому что я так думаю, что в нашу ассоциацию не только будут включаться учителя в работу нашей ассоциации, но и другие специалисты тоже. Что касается, я видел вопрос, появлялся, как будет происходить информирование членов ассоциации. Уже создан телеграм-канал. Единственное, не было у нас пока возможности у нас сделать рассылку. Я думаю, что в ближайшее время я сделаю рассылку, и к нам смогут в телеграм-канал присоединиться члены нашей ассоциации. Вот Илья Андреевич спрашивает, что будет входить в пакет методических материалов для молодых специалистов. Что касается пакета методических материалов, в данном случае я, наверное, здесь это достаточно такой объемный вопрос, и что вот в данном случае имеет Илья Андреевич под пакетом методических материалов, наверное, это по каждому вопросу, да, по каждой проблемной зоне это будет отдельный пакет, да, в зависимости от того мероприятия и от той темы, которую мы будем затрагивать в рамках нашей ассоциации. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, еще задавайте. Что касается ближайшего плана работы, я думаю, что сейчас я не готов анонсировать прямо конкретный план работы ассоциации на ближайшее время. И
в зависимости от того, какие будут поступать также запросы, да, от молодых педагогов. И согласно плану Коми Республиканского института развития образования, мы, я думаю, в ближайшее время, ну, в ближайшую неделю, наверное, сможем составить подробный план, потому что я, честно говоря, не рискнул без участия института давать конкретные мероприятия. И в ассоциации может попасть любой молодой педагог. Да, совершенно верно. Это любой молодой педагог Республики Коми, который работает в образовательной организации. Я думаю, что это не только общеобразовательные учреждения, но это и дошкольные учреждения могут здесь присутствовать. Ну и также, конечно же, учреждения среднего профессионального образования. Я знаю, что порядка 40 человек уже заполнили заявление на вступление в ассоциацию и готовы работать. Вот. И у меня есть несколько предложений, да, по ассоциации, пока коллеги готовят вопросы, несколько предложений. Ну, первое предложение, мы с Галиной Владимировной тоже этот вопрос уже обсудили. Если мы вернемся с вами к структуре, первое предложение, которое я хочу внести на общее собрание членов ассоциации, просто я не совсем уверен, что у нас сегодня все присутствуют коллеги, которые вступили в ассоциацию. Я хочу внести предложение заместителем председателя ассоциации стать Пенежанинова Александра Валерьевича, учителя географии из города Вуктыл. Если он будет согласен, да, и общим собранием членов ассоциации кандидатура будет одобрена, то я буду очень рад. И я думаю, что в рамках нашей ассоциации в ближайшем будущем мы должны подумать о создании журнала для наших молодых педагогов, где они смогут публиковаться на республиканском уровне, даже если этот журнал будет с периодичностью выходить, ну, допустим, не очень часто, ну, к примеру, раз в год. Это будет очень неплохо, либо же 2 раза в год, да, когда наши педагоги смогут свои методические разработки, статьи публиковать в журнале, который будет работать в рамках нашей ассоциации. И еще один вопрос, очень важный вопрос, мы буквально неделю назад обсуждали с Галиной Владимировной и с Александром Валерьевичем по поводу аттестации молодых педагогов. И я думаю, что, наверное, нам вот это будет одна из первых рабочих групп, которую мы создадим в рамках нашей ассоциации по формированию предложений к Министерству образования Республики Коми о том, что, чтобы разработать определенный механизм для молодых педагогов, которые участвуют в профессиональных конкурсах и занимают призовые места и становятся победителями, да, то есть показывают высокий уровень на профессиональных конкурсах, разрешить нашим педагогам выработать определенный механизм аттестации. Может быть, это будет не автоматом аттестация, да, а может быть, это будут какие-то другие механизмы. И вот я предлагаю здесь включиться молодым педагогам, да, и подумать, что бы мы могли предложить нашему министерству вот по этому вопросу. Еще, может быть, будут какие-то вопросы. Я вот здесь думаю, что нам в любом случае нужно будет сделать определенный мониторинг тех, кто включился в нашу ассоциацию, да, уже написал заявление, чтобы мы понимали четко, кто мог бы
возглавить те или иные определенные группы, да, например, предметные ассоциации, учебно-методические объединения по тем или иным направлениям. И, естественно, те лидеры ассоциаций, которые будут возглавлять направление работы, войдут автоматически в правление ассоциации и будут являться управленческим органом, да, который будет заниматься организацией работы ассоциации. Если вопросов нет, то я с удовольствием передаю слово Александру Викторовичу. Огромное спасибо, Александр Сергеевич. Мне тоже хотелось бы несколько комментариев в отношении ваших предложений сформулировать. Уважаемые участники, действительно, ассоциация создавалась для того, чтобы все молодые педагоги образовательных организаций всех типов и видов Республики Коми могли принимать участие, так скажем, да, в ее деятельности. И хочу обратить ваше внимание, что сайт Хакатона в данном случае это уже сайт как раз проекта «Молодые педагоги», где есть раздел в данном случае ассоциации. И вот те предложения, которые были сформулированы, предлагаю в данном случае их оформить, может быть, в такую опросную форму, хотя бы, например, там Google форму и так далее, и внести туда как раз сформулированные Александром Сергеевичем предложения относительно кандидатуры заместителя, относительно ваших предложений по структуре, относительно ваших предложений по деятельности ассоциации. Ну и, конечно же, все те материалы, о которых уже упоминал Александр Сергеевич, это проведенное, так скажем, анкетирование и данные, которые сегодня уже представляла Марина Анатольевна, мы действительно передадим для Александра Сергеевича для ознакомления в обобщенном, не персонифицированном виде. Ну и также хочу обратить ваше внимание, что те заявления, которые мы уже получили в ассоциацию, да, то есть по тем персоналиям, вот этот персональный список также будет передан непосредственно нашему председателю уже для последующего, так скажем, установления контактов. Александр Сергеевич, я предлагаю, если вы хотите инициировать общение в Телеграм-канале, может быть, вы его в чате уже обозначите, чтобы наши участники могли непосредственно уже каким-то образом определенно присоединиться. Можно показать еще презентацию мою? И, коллеги, относительно третий слайд, информационного сопровождения. Вот вы видите, да, на сайте hackathon.ru, это тот сайт, который мы использовали как раз для проведения в июне и в октябре данного мероприятия. Он как раз будет полностью посвящен данному проекту. И вы видите, что во второй вкладке после слова «Новости» вы видите, там есть ассоциация, и кликая на нее вы можете как раз ознакомиться с тем положением, которое мы рассматривали, и там есть форма заявления. И эту форму заявления вы можете присылать непосредственно как самому Александру Сергеевичу, так и в наш непосредственно центр, который осуществляет сопровождение этого проекта. Также вся информация у нас размещается на сайте института, в том числе и проект «Молодые педагоги» и так далее. Ну и контакты мне хотелось бы еще наши показать при необходимости, да. Еще раз напоминаю, что в институте сопровождением проекта занимается наш Центр научно-методического сопровождения программы проекта в области образования. И вы можете на мой электронный адрес либо Анастасии Вячеславовны Орешниковой направлять непосредственно заполненные уже заявления. Отметьте, пожалуйста, в чате, если вы готовы именно к подобному, в данном случае, онлайн анкетированию. Вот я уже вижу ответ истинной Веры. Отличная идея, ждем анкету. Спасибо, Виктория. Спасибо, Анатолий. Извините, что не называю ваше отчество. Спасибо, Валентина, Вера, Лидия и так далее. Да, я вижу, что вы, в общем-то, согласны. Я думаю, что мы как раз подобную анкету по сегодняшнему решению, по сегодняшнему заседанию обязательно сформируем. И по тем электронным адресам, которые у нас есть в рамках регистрационной базы, мы обязательно вам направим.
Не скажу, что может быть в течение следующей недели, потому что, ну, так получается, что завтра мы вместе с группой вылетаем уже в Волгоград на Всероссийский конкурс «Учитель года», поэтому, возможно, на первой неделе февраля, если вы вдруг не получите письмо с указанием этой формы, в данном случае на ваш электронный адрес в течение следующей недели. Александр Сергеевич, если у вас есть необходимость к нам еще присоединиться и что-то предложить и сказать, потому что, посмотрите, пожалуйста, большинство, в общем-то, согласилось, я думаю, что мы обязательно эту процедуру проведем. Зачем нужно вступать в ассоциацию? Я думаю, что Александр Сергеевич в отношении тех целей деятельности в контексте непосредственно создания условий для профессионального становления на первых этапах, для решения вопросов, связанных непосредственно с обеспечением деятельности, в том числе и правовой, потому что мы активно взаимодействуем с профсоюзом и так далее. Мы понимаем, что вы можете это сделать в рамках своей первичной профсоюзной организации, но реализация проекта в течение нескольких лет показывает, что вопросы именно правового, так скажем, обеспечения профессиональной деятельности, в том числе молодого педагога, является достаточно актуальным, и мы всегда специалистов и юристов профсоюза приглашаем для того, чтобы осветить эти вопросы. Профсоюзная организация в данном случае – это добровольное объединение, которое организуется в рамках уже самих образовательных организаций, не во всех они имеются и так далее, но такая возможность, насколько мне известно, есть. Вот. Но в целом ассоциация, конечно же, может в данном случае при инициации вами каких-то, может быть, вопросов, либо еще что-то, да, оказать, может быть, помощь в их разрешении. И у нас есть во вкладке «Вопросы. Вопрос». Пожалуйста, Дмитрий Валерьевич. Посмотрим. Как вступить в ассоциацию молодых педагогов, спрашивает Лидия. Еще раз обращаю ваше внимание, что на сайте по адресу Hackathon, мы сейчас вернемся на предыдущий слайд. Обратите, пожалуйста, внимание, там, где проект «Молодые педагоги», hackathon.ru, вы можете как раз по этому адресу зайти и ознакомиться с содержанием документов, которые пока размещены вот в разделе «Ассоциация». Мы только начали переоформлять в данном случае этот сайт на именно под проект. В хакатоне в данном случае вы можете обнаружить те два этапа, так скажем, да, и все те мероприятия, которые состоялись, а также окунуться еще раз в их содержание, может быть, вот опять же в те виртуальные встречи, которые у нас были на протяжении этих двух этапов. Александр Сергеевич уже разместил ссылку на телеграм-канал, обратите, пожалуйста, внимание, он есть в чате. Ну а сегодня, как я уже анонсировал, у нас принимает участие не только Александр Сергеевич, но еще и Александр Валерьевич. Александр Валерьевич, добрый вечер. Если вы с нами, пожалуйста, присоединяйтесь. Сегодня у нас все получилось, в отличие от республиканского форума. Да, я всех приветствую. Приветствуем вас, Александр Валерьевич, очень рады вас видеть. Передаем вам слово. Итак, Криро и Александр Викторович и Галина Владимировна попросили меня пару слов рассказать о том, какие дополнительные есть возможности, ну, какие, например, можно использовать как раз-таки педагогу. Я немножко побуду сегодня говорящей головой, потому что из-за работы как раз что-то такое прям достойное в плане презентации не получилось сделать. На самом деле, да, когда мы видим заявления там от завучей, что поучаствуйте, там то-то, 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 какие-то иногда бывают моменты, что все настолько банально неинтересно, да, или слишком много готовится, то у нас возникают варианты или вопросы, а где еще можно поучаствовать. И методом проб и ошибок у меня так жизнь сложилась, что за этот год, ну, точнее, начало года, когда особенно там проблемы с дистантом и прочим были, я познакомился с такой вещью, как платформа «Россия – страна возможностей». До этого был знаком, но открыл ее для себя немножко с другой стороны. А именно, я участвовал в форуме
педагогическом линейка, который был в целом изначально заявлен для людей, которые работали на конкурсе, ну, вообще участвовали на конкурсе «Учитель будущего», но потом был небольшой отбор на онлайн, и в том числе я прошел. Как для собственного роста, да, в том числе функциональности, данный конкурс, данная платформа помогли. В рамках конкурса точнее, в рамках форума у нас была дистанционная защита проектов, и наш с коллегой продукт, на тот момент идея, он по результатам голосования именно заочный вот этот вот дистанционный прошел, и нас пригласили поучаствовать как раз получается, в неком курсе, не то что повышение квалификации, а для себя назывался он всегда «Обучение», в рамках которого мы дорабатывали свои проекты и потом презентовали. И в целом, что можно считать результатом, мы его в целом защитили, и поступило предложение от Сенежа ему доработать, например, упаковать, и если все хорошо, возможно, вот во втором полугодии вы где-то его увидите, или он будет интегрирован как раз туда. Кроме этого, что у нас есть там еще? Ну, как вы видели, это конкурс «Учитель будущего», в том числе теперь для студентов. Достаточно интересная вещь, которая позволяет вам найти нужные контакты, познакомиться с учителями, которым не все равно. Ну, понятно, что одно самое главное – это собрать команду, с чем иногда бывает достаточно трудно. И когда было уже обсуждение «Учитель будущего», после этого с одним из не то что модераторов, но организаторов, было такое предложение, что его, возможно, переформатируют и дадут возможность создавать команды в рамках этого проекта дистанционно, то есть хотя бы в рамках субъекта, надеюсь, получится, чтобы в целом вам, как молодым педагогам, это была также возможность достаточно хорошо поучаствовать. Кроме этого, вообще, по сути, неизвестно, что когда пригодится, то есть кроме Сенежа, да, понятно, что вот есть такая вещь. Кроме этого, бывают такие ситуации просто из личного опыта, которые позволяют открыть, там, я не знаю, детей с другой стороны или как раз наладить связи. Например, я вот как участник конкурса «Культурный след» стал победителем. А учитывая, что «Культурный след» – это один из проектов живой классики, то есть появились возможности взаимодействия как раз с живой классикой, и, возможно, если какие-то у вас идеи будут и прочее, то есть можно будет доносить напрямую туда. Это раз. Во-вторых, в рамках, например, конкурса добровольчества, «Доброволец России», мы вот делали школу юного экскурсовода, дошли до полуфинала, и в рамках ее я смог, допустим, учитывая, что до этого у меня таких контактов не было, как раз живую классику привлечь к выступлению. Еще помимо этого мы смогли поучаствовать в других конкурсах в рамках даже вот того материала, который мы накопили. У нас появились устойчивые связи с молодежными правительствами там, и молодыми педагогами других областей, регионов, так что вполне возможно, дальше мы будем обмениваться опытом, есть предварительная договоренность, что ребята впоследствии поделятся, не оставят нас одних, и наша, в принципе, ассоциация, надеемся, будет грамотно развиваться. Вот, как-то так, поэтому постарался коротко. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Александр Викторович, можете, так сказать, забирать, модерировать. Еще раз добрый вечер. Александр Валерьевич, вы слышали, что Александр Сергеевич предложил вашу кандидатуру как заместителя, в случае
председатель ассоциации. И я надеюсь, что вы действительно выразите свое согласие. Если можете это сделать в эфире, можете в данном случае написать в чате. Мы благодарны вам за то, что вы представили нас. Ну, да. Чтобы видео не включать. Да, можно попробовать. Надеюсь, у нас все получится. Если что, потом что-то поменяем. Спасибо. Спасибо за ваше согласие. Спасибо за то, что вы представили как раз и рассказали нашим участникам заседания Ассоциации молодых педагогов о том, что существует действительно достаточно большое количество проектов и программ, которые позволяют в данном случае реализовать самые разные идеи. И сегодня Анатолий Семенович как раз говорил о том, что именно грантовая поддержка в самых разных непосредственно программах позволяет инициативы, в том числе педагогических работников, в том числе и молодых педагогов, непосредственно поддержать и реализовать. Ну, а механизмы здесь, конечно же, самые разные. И еще раз хочу анонсировать, если кого-то данная проблематика заинтересовала, то как раз институт вместе с Анатолием Семеновичем будет проводить подобные курсы, поэтому следите за информацией на сайте проекта «Молодые педагоги» и на официальном сайте Коми Республиканского института развития образования. Уважаемые участники, к нам присоединилась ректор Коми Республиканского института развития образования Галина Владимировна Китайгородская. И мы с вами понимаем, что мы сейчас уже будем завершать наше такое вот значимое мероприятие, которое мы уже с вами организовали в январе. Я думаю, что с такой же продуктивностью и активностью мы продолжим наше общение в течение всего года. И, конечно же, мы открыты к взаимодействию, к обновлению и форм, механизмов нашего взаимодействия с вами, работы с вами. И, конечно же, готовы к любым вашим инициативам. Потому что для нас очень важно как раз поддержать молодых специалистов, молодых педагогов системы образования республики. Да, уважаемые коллеги, Александр Сергеевич, Александр Валерьевич, члены ассоциации, я открывала нашу стратегическую сессию, и позвольте мне подключиться на завершающем этапе уже к первому заседанию ассоциации. Как мы понимаем, и мы с вами обсуждали, коллеги, это действительно, чтобы вы это понимали, очень значимое событие. Мы обязательно, уважаемые коллеги, проговорили уже с председателем, подготовим пресс-релиз, разместим не только на сайте нашего института, но и на сайте министерства. И, конечно же, направим информацию о первом заседании ассоциации благодаря именно Александру Сергеевичу, вот Александр Викторович Валерьевич подключился, мы провели это заседание, поэтому, конечно, когда будем направлять информацию, мы, наверное, уже обозначим, что у нас выбран председатель, что заместитель председателя, да, сейчас мы понимаем, что обсуждается, и мы будем ждать именно решения ассоциации. И я хочу еще раз напомнить, что, конечно, выстраивание коммуникационного пространства, вот тех каналов, через которые мы будем информировать наше сообщество, это очень важная задача. Поэтому, коллеги, к сожалению, была на другом важном совещании по качеству образования, но обязательно посмотрю в записи заседания ассоциации, потому что очень важно, чтобы мы действительно в рамках ассоциации создали работающий профессиональный орган управления системой профессионального развития молодых педагогов. Действительно, сегодня на уровне Российской Федерации большое внимание уделяется сопровождению. И вот мы говорили с Александром Сергеевичем, что ассоциация – это действительно именно должно быть то пространство, через которое не только задаются вопросы, а благодаря которому эти вопросы решаются. Вопросы профессиональные. Иногда вопросы связаны с нормативно-правовой деятельностью. Блок вопросов, который был поставлен перед нами, да, это взаимодействие, например, на уровне республики, на уровне Российской Федерации. Прекрасное было предложение, которое мы обсуждали, это создание именно через ассоциацию проектов, которые объединят педагогов, в том числе на уровне северо-запада.
это встречи с молодыми педагогами из других субъектов. Поэтому очень много было идей. Александр Сергеевич, я очень надеюсь, что все данные идеи для нас станут реальностью, станут механизмами повышения статуса молодого педагога на уровне республики, на уровне каждой образовательной организации. И вы будете с гордостью говорить: я председатель ассоциации, мы члены ассоциации молодых педагогов, у нас есть свое профессиональное мнение, и нам важно данные вопросы, чтобы были рассмотрены, и мы действительно сегодня профессиональное сообщество, которое имеет свое мнение, свой статус. Вот такие слова я бы хотела, чтобы они стали основанием тоже для размышления и для обозначения в рамках положения, которое вы рассматривали, тоже основанием для определенных действий. Ну и как мы говорили, Александр Викторович представлял наш проект «Молодые педагоги». Почему говорю наш? Потому что это проект республиканский. И нам бы очень хотелось, чтобы мы, может быть, синхронно проводили сессию, и после сессии вы проводили заседание ассоциации. И вот такой цикл, мне кажется, был бы очень профессионально логичен. Потому что в настоящее время заседание, вот мы планируем сессию, наверное, где-то на февраль, можно на конец февраля, и вот и планируйте тоже заседание ассоциации на это время. И тогда у нас действительно вот это пространство уже, да, для коммуникации, оно может быть выстроено для того, чтобы работать всем вместе. Александр Сергеевич, я вас вижу. Да, добрый день. Я надеюсь, меня слышно. Да, хорошо слышно, да. У меня видно, хорошо слышно. Какой-то коллапс со связью происходит. Но я очень рад вас видеть, Галина Владимировна, и спасибо огромное за доверие вам и всем членам ассоциации, которые сегодня поддержали ту модель, которая была мной представлена. Я, конечно, озвучил не все идеи, да, частично озвучил только самое основное. Я думаю, что мы должны будем встретиться, ну, естественно, в конце февраля. У нас уже будут определенные, понятны наши дальнейшие действия. И я думаю, что если моя командировка состоится в феврале, мы сможем встретиться очно. Отлично. Вот, и решить определенные моменты, связанные с нашей ассоциацией. Да, и провести вот такое подключение уже, например, из Сыктывкара. Я думаю, тоже будет правильно. Я тоже думаю, наверное, проблем со связью не будет. Хорошо. Коллеги, уважаемый Александр Сергеевич, член ассоциации, наверное, мы будем завершать, но я передаю слово председателю. Александр Сергеевич, вам слово для того, чтобы вы завершили, потому что мы были именно как профессиональные здесь гости. Вам слово для завершения первого заседания. Уважаемые коллеги, я очень рад, что состоялось наше первое заседание, и, конечно же, мне хочется, чтобы вот все вот сегодняшние идеи, которые мы наметили, и вот та коммуникация, которая должна стать реальностью, да, это и телеграм-канал, и сайт, и наше взаимодействие, пока в режиме онлайн, но все же оно даст свой результат, и уже к новому заседанию, да, в феврале мы выйдем с конкретными мероприятиями, которые сможем запланировать в дальнейшем. Еще раз огромное спасибо всем за доверие Коми-Республиканскому институту развития образования, и я буду очень рад встрече на новом заседании нашей ассоциации. Спасибо огромное. Запись будет ассоциации, наверное. Уважаемые коллеги, мы присоединяемся к вам, Александр Сергеевич. Мы рады, что у нас действительно это состоялось в таком режиме, с информационным коллапсом в Ухте, как мы полагаем, и так далее. Но, надеюсь, что все будет в порядке, Александр Сергеевич. Уважаемые участники заседания, я еще раз хочу резюмировать, что в чате у нас появилась ссылка на телеграм-канал, который анонсировал в данном случае Александр Сергеевич.
вы можете непосредственно подключаться и уже быть активными участниками непосредственно всех тех событий, обсуждать все те, может быть, направления деятельности и иные вопросы, связанные с ассоциацией. Также мы с вами договорились, мы поддержали решение о том, что по итогам данного заседания мы проведем онлайн-анкетирование, и на ваши электронные адреса придут непосредственно письма информационно о том, каким образом это можно будет сделать. Также мы сообщаем о том, что эта информация будет размещена уже на сайте проекта «Молодые педагоги» hackathon.kiro.ru. Мы благодарим вас за то, что вы нашли возможность принять участие и в стратегической сессии, и в заседании Ассоциации молодых педагогов. Всего вам доброго, профессиональных успехов. До свидания. Да, всего доброго, до новых профессиональных встреч.